подчеркнул лишний раз, что у меня есть свои личные впечатления. Все. Уважаемые единомышленники, у нас свободная дискуссия немножко попозже запланирована, поэтому давайте вернемся к основному вопросу. Вы озвучили два тезиса. Они были... Вы их уже повторили? Да, я их повторил. Сказали. И скажите, пожалуйста, в поступившем к вам документе там заявлена инициатива провести независимую проверку имеющихся фактов нарушений. Мы можем сколько угодно долго размышлять, что правомерно, что неправомерно. Вы правильно заметили, что есть компетентные органы, которые должны заниматься этой проверкой. На данный момент таких проверок, даже если есть, для ваших избирателей недостаточно. Поэтому мы выступили с инициативой инициировать такую независимую проверку. Прокомментируйте, пожалуйста, наше... Депутатский запрос сделать. Да, наше обращение. В данном случае, еще раз хочу вас подчеркнуть, правила выборов, вернее, организации избирательного процесса регулируются избирательным кодексом. Там предусмотрены конкретные правовые нормы, и участие депутата в истребовании каких-либо документов или запрос на пересмотр каких-либо решений не предусмотрено. У меня просто-напросто нет такого права. То есть это все в соответствии с законом, избирательным кодексом в данном случае. Вот я готов буду обсуждать какие-то возможности изменений в избирательный кодекс, но тот избирательный кодекс, который у нас есть сейчас, таких возможностей депутатам не дает. Переспрошу, то есть вне зависимости от того, является ли это интересами ваших избирателей, либо нет, так как это не предусмотрено законодательством, вы не можете инициировать независимую проверку. Какое у вас образование? Разрешите, я прошу прощения, Андрей Владимирович, я прошу не задавать вопросы про образование. В данном случае это не имеет значения, потому что нет, абсолютно. Это и является и давлением, и манипуляцией сейчас. Я прошу больше не задавать вопросы про образование. Хорошо, тогда я скажу так, что действующее законодательство не дает мне возможности вмешиваться в компетенции исполнительной власти, избирательной комиссии по пересмотру итогов выборов, независимо от желания или нежелания моих избирателей. Прошу прощения, мы не просим пересмотреть результаты выборов, мы просим... Так я говорю, вмешиваться в результаты, организовывать независимые проверки, действующий избирательный кодекс таких вещей не предусматривает. Хорошо, вот вам ответ, спасибо. Можно небольшое замечание? Пожалуйста, когда вы упоминаете какие-то факты, ссылайтесь на источники, называйте конкретные фамилии, если ссылаетесь на экспертов. Если вы говорите о социологах, называйте фамилии. Если вы... Я договорил комментарий, не перебивайте, пожалуйста. Ну, я понимаю. Да, и вы упомянули, что как бы единственная проблема, которую вы видите, несовершенство избирательного кодекса, и как выход видите его доработку в сторону мажоритарной системы. Также, если вы так считаете, пожалуйста, подтверждайте это фактами, практикой в других странах и прочими какими-то аргументами, а не просто, чтобы это выглядело как ваше личное мнение. Уверен, с вашей практикой работы в других странах у вас такая фактологическая база имеется. Я не считаю это нужным. Спасибо. Я считаю, что я вам изложил принцип, и, на мой взгляд, в рамках этой встречи у нас нет никакой необходимости доказывать необходимость перехода на пропорциональную систему. Если вы хотите, я могу рассказать вам о своей позиции, как я вижу возможность организации диалога по всем этим вопросам. Поскольку мое мнение, это будет мнение одного из участников процесса со статусом депутата. В этом процессе должны участвовать большое количество экспертов и профессионально подготовленных людей. Более того, я убежден в этом процессе должны участвовать также большое количество представителей, делегатов, в конце концов, называйте это как хотите, от общественных объединений, политических партий, юридических ассоциаций, которые будут в состоянии подготовить свои предложения по изменению избирательного законодательства и обосновать их, в том числе и с использованием международного опыта. Вот именно там нужно будет совершенно четко приводить источники, аргументировать, доказывать и обосновывать необходимость перехода на пропорциональную систему или
смешанную систему пропорционально-мажоритарную. Но вот это будет правильно. Если я здесь сейчас начну доказывать вам каждый тезис, обосновывая его как на судебном заседании, то мы будем сидеть и разговаривать до утра как минимум, либо, опять же, вы плохо справляетесь со своими обязанностями, и мы пока не Прошу можем давить, это говорить. манипуляция. Это Нельзя как- так говорить с партнером. Нельзя. Нельзя. Почему? Ну, потому что... Ну, вы согласитесь, Это что в не данном обоснованно, случае да. доказательно, если мы собрались для того, чтобы я мог изложить вам свою позицию, то это не значит, что я должен предъявить все еще доказательства и обосновать ее в рамках этой встречи. Такая задача передо мной не ставилась, и я был об этом не предупрежден. Если сейчас ставить это прямо в ходе нашей встречи, то это манипуляция. Ну, Понятно. я Не предлагаю манипуляция? закончить первый вопрос. Да, так и он на самом деле потому как закончен. достаточно много времени. Разрешите, я перейду к следующей инициативе. Вы ответили по поводу законодательства и выборов. Также было озвучена инициировать проведение полного, гласного, независимого расследования фактов насилия, нарушения прав и свобод граждан, также фактов преступного бездействия со стороны органов правопорядка. Преступное бездействие в каком смысле? Ну, когда несутся жалобы в прокуратуру, в РОВД, в Следственный комитет о фактах нарушений на выборах, Здесь я уже о озвучил, пытках, собственно, ну, то есть и в ответ мы получаем отписки. То есть это бездействие. Значит, я хочу вам сказать следующее. Я выступаю за проведение всестороннего расследования всех этих фактов, вне всякого сомнения. То, что произошло в Республике Беларусь, как со стороны протестующих, которые начинали, так сказать, использовать различные силовые методы, так и со стороны правоохранительных органов, всем этим действиям должна быть дана соответствующая правовая оценка. Это вне всякого сомнения. Причем здесь мы должны, вне всякого сомнения, не только дать оценку этим действиям, но и сделать выводы на будущее, сделать так, чтобы такие события никогда не повторились. С практической точки зрения, как мы могли бы реализовать этот вопрос, я знаю, что процесс уже начат, и, может быть, я восхищаю какие-то ваши вопросы, которые здесь зафиксированы. Значит, создана межведомственная комиссия для расследования всех этих фактов. От парламента туда был включен один депутат, который должен будет работать в составе комиссии и докладывать эту информацию в постоянную комиссию по безопасности Палаты представителей Национального собрания. Безусловно, за этим процессом будут наблюдать и другие депутаты, но работать будет в данном случае наш представитель. Как быстро это будет проходить, этот процесс, на сегодняшний момент не может сказать никто. Я думаю, что здесь дело не в скорости, здесь дело в том, что все эти дела, все эти процессы должны быть вне всякого сомнения завершены, и по ним должны быть вынесены конкретные юридические решения. Но на будущее нам надо сделать и другие вещи. Нам надо сделать таким образом, то есть усовершенствовать законодательство, чтобы не допускать ситуацию в этом, развитие ситуации в этом направлении. Один из моментов, о которых я бы хотел сказать, я думаю, что оно связано с изменениями в закон о массовых мероприятиях. Я сегодня не знаю, каким образом он может быть изменен, но я полагаю, что он сейчас не соответствует уровню политической активности в нашем обществе и, скажем так, создает очень сложную ситуацию для правоохранительных органов. По текущему действующему закону, который, кстати, мы обязаны исполнять и который никто не отменял, каждое массовое мероприятие должно быть зарегистрировано и получить соответствующее согласование у местных властей. Вы сейчас имеете в виду Конституцию? Местные власти. Закон о массовых мероприятиях, я имею в виду. Конкретно даю название закона. Значит, должно быть согласовано. Давайте не будем порядок, местных мы властей. знакомы с законом. Вы знакомы, но он же говорит о Конституции, поэтому я Нет, счел... ну, давайте Это без же- дебатов. он просто Подожди, противоречит Конституции. Поэтому... Подождите, он не Это противоречит. действие, он не Давайте говорит. эту дискуссию перенесем.
Нет, так я должен рассказать вам свою позицию. в конце А, концов. у Я- нас- нет, ваша вы позиция- поймите правильно, я не собираюсь здесь с вами Давайте дискутировать. тогда четко. Я Ваша позиция, вы собираюсь, готовы я над этим собираюсь работать? вам рассказать о своей позиции во всех деталях, ответить на все вопросы по моей позиции. Я же вам сказал, что я не могу давать правовую оценку тем или иным явлениям, свидетелем которых я не являлся. Я вообще не имею права давать правовую оценку определенным вещам. Это есть совершенно иные по процессуальному кодексу органы. Значит, подождите, дайте я все-таки завершу. Когда я говорю об изменениях закона о массовых мероприятиях, я говорю о коллизии правовой. Когда каждая демонстрация своих политических убеждений или воззрений воспринимается как организация массового мероприятия. Вот это должно быть изменено. Я хотел бы изменить закон таким образом, чтобы люди могли демонстрировать свои политические пристрастия, и это не квалифицировалось как незаконная массовая акция. Я не исключаю, что нам придется сохранить заявительный порядок, я подчеркиваю, порядок организации митингов и массовых мероприятий, особенно в тех местах, которые специально выделены для проведения таких мероприятий. Ну, вне всякого сомнения, демонстрации по центральным улицам города, я думаю, что надо было бы сохранить разрешительный, согласовательный принцип такого мероприятия, но движение человека или группы людей, которые не нарушают правила дорожного движения или не препятствуют жизни других граждан, не должно рассматриваться как массовое мероприятие и должно быть, не требует никакого разрешения. Почему это проблема? Потому что когда мы по закону квалифицируем любое массовое сборище, так сказать, вернее, массовую встречу как массовое мероприятие, то мы заставляем, по сути дела, обязываем правоохранительные органы задерживать и пресекать проведение этого мероприятия. Они не могут действовать по-другому. Они обязаны исполнять положение закона. Получается, что они оказываются в определенной ловушке. И общество недовольно, но они обязаны следовать этому закону. Вот это мы должны устранить. Это важный момент. И я думаю, что в этом плане я тоже буду продвигать свои инициативы как депутат. Можно считать, что... Да. Есть вопрос, только кратко. Нет, конечно. Андрей Владимирович, если поднимаю руку, то не знаю, что раз хочу перебить. Это вот для руководителя, что говорят. Вы, если меня вот сейчас, я буду не прав, пускай участники меня правят, вы сейчас на самом деле говорите убедительные, правильные вещи, но... Подождите, я прошу прощения, я просто боюсь, что мысль уйдет. Если позволите. Потом я хотел завершить это. Да. Значит, я хочу сказать следующее, что если среди моих избирателей есть люди, которые пострадали на Крестиной или где-то еще, значит, они могут обратиться ко мне лично. Я готов буду поддержать и подкрепить их обращение в Следственный комитет своим депутатским запросом. То есть я хочу тоже сразу пояснить. Значит, вот обращение ко мне не отменяет необходимости обращения в Следственный комитет, то есть выполнение всех тех процедур, которые необходимы, когда человек хочет, так сказать, восстановить справедливость. Да? Но я готов, переговорив с человеком, желательно, чтобы он обратился ко мне, нежелательно, в принципе, это нужно, поскольку это сложный вопрос, он требует дополнительного изучения, в письменном виде с приложением всех документов. Я готов буду поддержать его требования, законное требование, вот таким вот депутатским обращением. Но это будет делаться на индивидуальной основе в каждом конкретном случае. Если такие люди среди избирателей моего округа есть, пожалуйста, есть телефон моей помощницы. Мы можем в любой день организовать встречу, скажем, в какое-то время с 5 до 6, здесь же, вот, например, в этой же комнате, где мы можем обсудить эти вопросы глаза в глаза в ходе личной встречи. В случае... Я прошу прощения. Вы рассказываете очень убедительные, правильные вещи, и все же вернусь к начальной нашей просьбе. Вы сейчас, если то, что вы сейчас проговариваете, мне кажется, вы проговорите на большую аудиторию, это будет иметь больший эффект, потому что... Я помню о вашей просьбе, но тем не менее, пока мы обсуждаем позицию депутата, и я фактически сейчас... Говорю. Да, Вы как бы предугадали мой вопрос.
Просто мы не хотим, чтобы было так, если мы вам предложим встречу, вы скажете: ребята, вот я вам тут все рассказал очень подробно, я не хочу дублироваться. То есть я ни в коем случае вам не хочу советовать, но я думаю, вы лучше гораздо меня знаете. Если вы это все расскажете на большую аудиторию, это сыграет плюс, скорее всего, вам, и, возможно, какая-то часть людей поймет, что вы открыты к адекватному, открытому диалогу, и это произведет больший эффект. Я все сказал. Спасибо. Разрешите, я еще скажу. Ваша инициатива на самом деле замечательная, поддержать личным обращением депутата. Поэтому я лишь хотел пару уточняющих технических моментов. В случае, если таких запросов будет больше, чем возможность вместить в этот кабинет людей в течение месяца. Вы не поняли, я готов делать это на индивидуальной основе, то есть по понятно. одному. Хорошо, если у нас 1000 или 650 человек, вот таких вот, которые хотят к вам обратиться. с Мои этой избиратели? инициативой. Так точно. Которые подали Да. заявление в Следственный комитет? Нет, хотят подать. Нет, сначала они должны подать, потому что Естественно. обращение к депутату не заменяет необходимость выполнить все юридические процедуры, которые необходимо выполнить в такого рода делах. Как только они это сделают, и если они действительно считают, что обращение депутата им поможет, ради бога, я готов к встрече. Может быть, мы как инициативная группа могли бы в этом помочь и собрать все Нет, материалы нет, всех этих людей нет, в одно место? Нет, и я считаю, что здесь крайне важно индивидуальная беседа, индивидуальное изучение каждой конкретной ситуации. А вы сможете 1000 человек опросить лично за Ну, месяц? я не уверен, что их будет 1000. Хорошо, просто Но если будет моделировать нужно, я ситуацию. буду с ними встречаться. Хорошо. А вам известно о тех случаях, когда люди уже обращались в Следственный комитет по избиениям, в последующем на них возбуждались уголовные дела за участие в массовых мероприятиях? В данный Нет, момент мне об уже. этом ничего не известно. Поэтому есть пострадавшие, которые боятся. Мне подавать об этом заявление. ничего не известно, и Ну, делать это- какие-либо заключения по этому поводу я не могу. Вы Депутаты об этом- допускаете, чтобы к вам обратились до подачи в следственное, чтобы Вы поймите меня правильно. Дело все в том, что есть определенная процедура. Если Я человек понимаю. чувствует себя правым, он обращается в Следственный комитет, подает документы, и даже если он испытывает какие-то опасения, что его права могут быть нарушены, он обращается к депутату. Я никаким образом нарушить его прав не могу, потому что априори выступаю на его стороне. Я, кстати, рассматриваю любое дело, по сути дела, получаю информацию от избирателя, то есть из одного источника. Да? Я не оцениваю всех обстоятельств дела, именно поэтому я не имею права на правовую оценку. Но я обращаюсь тогда как депутат к исполнительной власти, к следственным органам с просьбой провести внимательное разбирательство по делу моего избирателя. Вот это я могу сделать. Спасибо. Давайте последний Понятно. вопрос. Я хочу уточнить технический момент. Люди, которые подают такие заявления, как правило, оказываются повторно задержанными. Каким образом они могут обратиться к вам технически, находясь задержанными? Я не могу ничего прокомментировать по этому вопросу. Ну, это факты. Это ваши слова, которые я не могу в данный момент ни опровергнуть, ни подтвердить. Хорошо. На этот вопрос все, да? Да, с этим вопросом все. Остальные Следующий. два вопроса, в принципе, они уже были озвучены, но я все равно их как бы зачитаю. То есть мы выступали с инициативой прекратить уголовное и административное преследование граждан по политическим мотивам, освободить Так, всех здесь я хочу... политзаключенных. Нет, я бы здесь не Разрешите, я отвечал. закончу и освободить всех политзаключенных по сфальсифицированным уголовным и административным делам. Значит, здесь надо, ну, во-первых, здесь я хотел бы отметить следующее, что ни один человек, который в настоящее время задержан, не может быть задержан по политической статье. Потому что этих политических статей у нас просто нет в данном конкретном случае. И я не могу согласиться с тем, чтобы политическими заключенными, даже не в юридическом смысле, называли людей, которые сидели за рулем автомобиля, сбивая ОМОНовцев. Я не могу согласиться с тем, чтобы политическими заключенными считали людей, которые везли арматуру, палки и атаковали правоохранительные органы. Мы уже говорили о том, что пытаясь факты нужно нанести- подтверждать. Стоп. Я не могу согласиться с этим определением. Я не следователь, я не провожу следствие по этому вопросу. Я просто выражаю свое мнение. Ваши требования об освобождении людей, которые
могли совершить. Может быть, я снова зачитаю, потому что такое чувство, вы не на то, что я зачитывал. Нет, отвечаете. нет, вы производится подмена понятий. Вы вводите понятие политический заключенный. Так вот, Я политический я заключенный. зачитал, что по политическим мотивам. Вы почему-то начали говорить про политические статьи, которые я как с вами абсолютно согласен. В Уголовном кодексе у нас Так это не отсутствует. политический мотив. Если человек совершает преступление, бьет милицию, так сказать, бросает в них коктейль Молотова, это не есть политический мотив, извините. Волонтеры избирательных Да. штабов, члены координационного совета, независимые наблюдатели. Я считаю, что во всех этих случаях есть судебная система, которая должна рассмотреть эти вопросы и вынести свой вердикт. Значит, давать, еще раз говорю, правовую оценку по всем этим вопросам я не имею права и не могу, и не компетентен. Но в то же время избирателя своего вы можете защищать. Да. Но в то же Это время когда выступая... избиратель обращается ко мне с конкретной просьбой по конкретному вопросу, и я его защищаю в рамках действующего законодательства, направляя запросы, обращения в соответствующие органы исполнительной власти. Так работает закон. Вы не дали мне договорить, Андрей Владимирович. Смотрите, вы говорили о том, что вы защищаете избирателей, даете не можете давать правовую оценку. В то же время вы постоянно говорите о пострадавших сотрудниках правоохранительных органов. Почему постоянно? Ну, вы не дважды, когда минимум возникнет дважды вопрос. или трижды уже об этом сказали. Более того, вы об этом заявляли в ПАСЕ. Я много до этого говорил о пострадавших Можно я от договорю? имени Можно я договорю? милиции. Перебивайте. Вы там акцентировали внимание, я зачитаю, просто это ваша фраза, я ее специально выписал. Вы акцентировали внимание еще на том, что впервые в нашей стране протестующие начали применять коктейли Молотова, арматуру, палки, камни, говорили о наездах на правоохранителей, называли даже 200 человек, пострадавших силовиков и полученные им травмы. Ну, смотрите, а где они и кто эти люди? Вы вообще их видели? В то время, как я помню, вы тоже уже говорили об этом в интервью, вы вообще были в отпуске и не в курсе были происходящих событий у нас в стране. Вы, возможно, видели собственными глазами или посещали кого-то из них в больнице, может быть, пострадавших силовиков. Нет, значит, смотрите, вы должны понять... Я договорю, это как бы еще не вопрос, не это как бы, закончили, да, это я моя понимаю. такая мысль. Смотрите, тот же министр внутренних дел заявлял о том, что пострадало 11 правоохранителей в период с 9 по 10 число. Позже была цифра в 130 человек. Почему вы заявляете там о том, что это было 200 человек? То есть, Потому что я видел цифру до 200 человек, я сказал до 200. ну, Это там первое. была точно цифра 200. Ну, вы еще не В то же время, выступая в ПАСЕ, как вы говорите, вы должны защищать своего избирателя. Вы ни слова не сказали о пострадавших гражданах. На Стоп. сегодняшний момент уже задержано более 10 тысяч человек. Эта цифра растет каждый день. Те люди, которые были задержаны за весь этот период. Там есть куча пострадавших, куча людей, над которыми издевались. Вы, возможно, были в Окрестино. Может быть, вы просто посещали. Я лично туда ездил. Я видел людей, которые выходили с синяками. Я видел людей, которые не могли свои вещи найти, потому что эти вещи лежали там в куче, и их сортировали волонтеры для того, чтобы просто определить свои вещи. Я общался лично с несколькими людьми, которые говорили о том, что они просто шли домой. Вот они живут тут рядышком и попали. Я не говорю, что там, да, все такие люди. Хорошо, да. Но туда попали разные люди. И те, которые шли домой. У меня есть товарищ, который был вообще политичен. Его дочь ехала домой, ее прямо из метро задержали. И он на следующий день стал сразу же политичен. Вы ничего этого не сказали, выступая в ПАСЕ. Почему? Вы же говорите, что вы преследуете... В данном случае я отметил одну вещь. Я отметил, что очень часто говорится о том, что протест был исключительно мирным. Но это же неправда. В данном случае до меня выступала Тихановская, которая очень подробно осветила вопрос задержаний протестующих правоохранительными органами. И несколько раз повторила тезис о том, что это был абсолютно мирный протест. Я сообщил информацию о том, что протест все-таки был не мирный, а первые 3 дня у нас было реально развитие сценария по майданному, так сказать, варианту, для того, чтобы сбалансировать представление этой информации. Это была не правовая оценка. Никто из выступавших на
этом мероприятии. И, собственно говоря, никто никогда и не выступает на этих мероприятиях с правовой оценкой. И никто никогда не сообщает истину в последней инстанции, и это не рассматривается как судебное разбирательство. Такого рода мероприятия на международном уровне проводятся как обмен мнениями для того, чтобы сформировать более точное, более полное представление о том, что реально происходило в Республике Беларусь. Так вот, мое сообщение было бы как раз направлено на то, чтобы сбалансировать эту картину и показать еще один аспект того, что у нас происходило. Но в то же время вы своими глазами этого не видели. Вы не видели этого своими глазами? Нет, это своими глазами Вы я высказали не видел. чье-то Меня мнение. не было в это время. Вы высказали чье-то мнение? Но я не давал, я высказал официальное Взято мнение, откуда? которое я Да, видел. каков источник? Каков Источник. Я не обязан цифра, подтверждать свои и все источники. то, что вы говорили. Значит, я не обязан подтверждать здесь свои источники. Мы не находимся сейчас в рамках какого-то доказательного разбирательства. И более того, с самого начала так вопрос не ставился. Ставился вопрос о том, чтобы я рассказал о своей позиции по тем событиям, которые происходят. Это важный момент. Вот. Если нужна будет доказательная вещь, то это немножко другой формат обсуждений. И я полагаю, что такого рода обсуждения нужно вести либо в суде, либо в каких-то других инстанциях, которые имеют право на правовую оценку и на установление фактов. Извините, просто вы нас увели немножко в эту плоскость. Мы Я совершенно не хотел вас не собирались об этом даже говорить. Ну, заострили именно эту плоскость. Вы сами заострили на этом внимание. Я заострил на этом внимание, потому что это объективное представление ситуации, вот тех событий, которые происходили О в чем мы Беларуси. отличаемся от ПАСЕ? Подождите, ребят, подождите вопрос. Продолжаю, вы говорите объективное. Объективное выраженное кем? Собранные на... Выраженные на, извините, я сразу Да, хочу пожалуйста, пояснить, давайте. просто выраженные этими самыми участниками данного мероприятия. данного мероприятия со стороны правоохранительных органов. Нет, вы не поняли, в ПАСЕ. ПАСЕ. Хорошо, ПАСЕ. мы говорим про Было два обстоятельства. выступающих, два докладчика. Два Мы докладчика, представили ваш оппонент Тихановская, каждый. простите, я докончу, ваш оппонент Тихановская утверждала, что это были мирные протесты. Ведь на самом деле вы разбирались, как это было, чем было вызвано вообще 9-го самого начала после выборов. Вы имеете информацию о том, что отсутствовал интернет, который позволяет вообще Я коммуницировать? еще раз хочу сказать, Подождите, я не буду я давать правовых оценок я этих не прошу вас мероприятий. правовой оценки. Вам известно обстоятельство, что отсутствовал интернет? Ну, дальше что? Я Да, нет, что у меня люди нет. собирались У меня в этот просто для момент того, не чтобы было... провести. Кто-то собирался увидеть протоколы, вывешенные на участках, кто-то собирался провести время, так как, ну, к сожалению, у нас общество современное, нечем себя занять без интернета. И на самом деле спровоцировано все было это сотрудниками правоохранительных органов, которые вышли к тем людям, которые просто собрались на улице, выстроившись в цепь, стуча, пугая и получив в ответ Давайте. такую же агрессию. Я не вы спорю, что... закончили. Я не говорю о том, что несправедливо возбуждены уголовные дела в отношении лиц, которые использовали коктейли Молотова, арматуру. Безусловно, наезды на сотрудников правоохранительных органов, я не спорю, это справедливые уголовные дела. Но справедливы ли были действия правоохранительных органов, которые спровоцировали это? Ведь коктейли Молотова, если известно по обстоятельствам, установлено, появились лишь на 10 число, зная просто, насколько реагируют. И что будет, люди уже готовились, я не вспомню, я их не оправдываю, ни в коем случае. Просто мы вот говорили, у вас свой источник, вы сами оценивали, опрашивали, вот мы пришли избиратели, мы пришли люди, которые, ну, у всех есть родственники, друзья и так далее, это достаточно большое общество, охватывающее половину, скажем, даже Минска или даже республики. Не было провокации с людьми, она действительно была мирной, провокация была со стороны власти. Изначально Всё бросались гранаты в толпы просто идущих людей, стрелялись с резиновыми пулями. Есть куча очевидцев, есть куча видеоматериала. И многое я видел своими глазами. Не из-за того, что я потому что присутствовал. вы оппонировали человеку, не видя, не собирая даже информацию.
Нет, я собирал Ну, информацию. получается, и вы в собирали, принципе, и в мы принципе- врем, а у вас источник прав. Не, я принял ваши Хорошо, слова давайте к сведению. Вот. Но и опять же, еще раз я говорю, мы ходим по кругу. Нет, всё Да? Разрешите Я я не являюсь, не являюсь, так сказать, институтом, который может проводить следствие. В данной ситуации я сообщил информацию, которая является общедоступной. Я извиняюсь, можно я- Давайте еще последний вопрос по этому. И более того, там Поэтому не было мы даже перейдем задачи Здесь ты доказывать. связываешь, что ли? Да, действительно не было задачи доказывать что-либо, но в обращении, на которое мы пока не получили ответ, и вы обещали устно ответить, поданное вам за 15 подписями, была приведена ссылка конкретных неправовых действий на территории Октябрьского РОВД, когда людей насильственно избивали. Видели Значит- ли вы эту ссылку и каково ваша не правовая оценка, а личное персональное отношение? Значит, еще раз хочу подчеркнуть, если есть среди моих избирателей люди, которые пострадали в результате этих событий, я готов встретиться с каждым из них, готов оказать необходимое содействие, которое возможно в рамках закона о статусе депутата. Ну а что насчет вопросов? Вы не отвечаете. Я не собираюсь в данном случае выражать свое личное мнение, поскольку у вас встреча со мной как с депутатом, и вам нужна позиция депутата по вот этим основным вопросам. То есть, правильно я Я не понимаю, у могу, депутата я нет еще позиции раз, я относительно еще- этого видео? Проверки и организация следственных действий не входит в компетенцию депутата в соответствии с законом о статусе депутата. Вопрос же не про И проверку здесь. исследовать этим. Я не могу оценить эти материалы. Я Разрешите? могу только подтвердить то, что я слышу, то, что вы мне говорите. Ребята, давайте И принимаю так пока сведения. вопросы. Не путайте, пожалуйста, из Нет, дискуссии, потому я что не знаю, вы затягиваемся. уже закончили? У вас больше нет никаких уже вопросов? Не, ну просто интересно, а вы видели вообще вот это видео? Вы видели, о котором мы сейчас вот Я видел это задаем видео, вопрос? да. Видели, да? Видел. Мгм. Скажите, в соответствии с статьей 2 закона о статусе депутата, вы вправе свободно выражать свое мнение. Мы его хотим свободно и услышать. Так я свободно выражаю. Вы только То, что сказали, считаю- что вы не будете высказывать. Нет, то, что свое считаю нужным, это мнение. это Вы моя не хотите личная просто воля. высказывать свое мнение. Дело все в том, что я не считаю это корректным. Уважаемые коллеги, давайте я этот Я не порочный считаю круг это корректным. разорву. И я лишь, значит, раз уж мы перешли на ваше выступление, на личные позиции, то я от лица инициативной группы заявляю, что мы крайне возмущены и не согласны с теми тезисами, которые вы озвучивали в средствах массовой информации в последнее время. Хорошо, Закончим? спасибо. Ну, именно как избиратели, потому что если проходиться по вашему выступлению в ПАСЕ, ну, большинство граждан, ну, по крайней мере в нашем избирательном округе, они категорически не согласны. И оно вызвало такую бурю эмоций, даже в обсуждении в тематических чатах после этого выступления, о том, что то, что там было сказано, оно полностью не соответствует действительности. Вы хотите сказать, что не было пострадавших милиционеров, не соответствует? Нет, действительности? я Может не об быть, вы этом. хотите... Мы можем пройтись как бы по Нет, этому если выступлению. я вам скажу одну вещь. Это тоже важно сообщить, вот как вы сделали заявление, так и я же хочу сделать заявление. Это может свидетельствовать только о том, а может быть о чем-то еще, что у вас нет либо полной картины, либо ваше мнение очень пристрастно и субъективно. А ваша Вы допускаете, что вас тоже мы Тише, выжжем? тише, нет, Проблема в мнении любого человека заключается в том, что субъективность присутствует всегда. Любое Да? мнение, оно И вот субъективно. здесь я бы хотел, может быть, сказать небольшой, так сказать, несколько фраз, если вы позволите, о следующем. Если мы берем роль депутата и то, как депутат работает с гражданами, с избирателями своего округа, то, в принципе, в соответствии с законодательством, он должен делать это в полном соответствии с действующим законодательством. Это первое. Это действующее законодательство предполагает, что человек, избиратель, должен выполнить определенные процедуры и обратиться к депутату, если его права нарушаются. Каждый конкретный человек. И в этом случае депутат использует свое право и возможность обращаться к органам исполнительной власти с требованием рассмотреть, справедливого рассмотрения этих прав избирателя. Это очень важный момент. Вот. Другого не предусмотрено действующим законодательством.
Если мы берем вопрос, если мы поднимаем вопрос о, скажем так, политических позициях, каких-то взглядах избирателей, то здесь очень важный момент следующий. В соответствии с законом, не в то горло попало. В соответствии с законом депутат обязан изучать общественное мнение. Но в данном случае, если мы берем даже вот эту ситуацию, я вижу четкое разделение общества на как минимум два крупных лагеря. Но я не могу встать на сторону одного из них. Как депутат я должен внимательно смотреть за настроениями в каждом группе моих избирателей и пытаться выработать какой-то путь для того, чтобы решить возникающие проблемы. И более того, я должен выбирать только путь, который будет консолидировать общество, который будет укреплять справедливость, сколько бы времени это ни занимало. Возможно, это будет медленный путь. Почему? Потому что, как правило, практика показывает, что если принимается решение, которое является консенсусным, или решение, которое предполагает определенный компромисс, то, как правило, этим решением недовольны все. Иначе это не консенсусное решение. Либо это решение, которое базируется на основе законодательства. Выходить за пределы законодательства, начинать мыслить эмоциями, а не рациональными решениями, это невозможно. Это путь в никуда. Вот. И я хочу постоянно напоминать вам о том, что депутат имеет свои возможности, но и свои ограничения. И мы в любом случае будем идти в рамках вот этого законодательства. Давайте последний вопрос и перейдем дальше. А я просто по этому тезису, можно, чтобы закончить? В смысле, вы просто сказали о том, что есть два лагеря. Один лагерь, я так понимаю, это лагерь, который за действующего президента. У вас есть обращение с этого лагеря? Я встречаюсь с людьми. То есть это просто по встречам с какими-то... Или вы считаете, что обращение... Просто надо понимать, насколько Нет, они вот это активны обращение... или есть ли проблемы. А какая разница? Всё, Зачем просто мне вопрос знать большой. активность? Нет, зачем мне просить у них активности или каких-то обращений? Я встречаюсь с людьми, я беседую с ними, я вижу их реакции и могу четко сказать, что они тоже такие же граждане, как и вы, у них такие же права, как и у вас. И больше прав от того, сколько человек написал обращений, не будет. Я просто о существовании проблемы. Обращались ли они с противоположного лагеря? Конечно, обращались. Простите, вы говорите, я так и не понял, что за два лагеря. Прокомментируйте, пожалуйста, такую мысль, что сейчас в белорусском обществе нет разделения на два лагеря. По сути, те люди, которые сейчас говорят о проблемах, это те люди, которые выступают за гражданское общество и за то, чтобы у нас выполнялась законность в стране, чтобы было верховенство права. Ну, вы не совсем... Наши взгляды не совпадают с этими людьми. Мы не проверяли даже, какие у нас. Мы, в первую очередь, за верховенство закона. За верховенство закона всех, без исключения. То есть вы считаете, что сейчас у нас в стране верховенство закона? Давайте не сейчас. Это дискуссия. Давайте все-таки последний вопрос и перейдем. Знаете, я хочу спросить, вот вы ссылаетесь постоянно на закон о статусе депутата и о том, что вы не можете инициировать какие-то проверки по фактам нарушений и еще какие-то вещи. Но есть... не передергивайте. Почему? Ну, есть статья 22 в этом законе. Обращение. Право депутата, палаты представителей, члена Вот Совета. вы сейчас придумали уже и приписали мне определенное заявление. Я сказал так, в случае обращения моего избирателя я могу инициировать. Нет, вы можете в случае обнаружения нарушений законности, любого обнаружения, вы можете сами обнаружить нарушение законности, может группа людей к вам прийти, не обязательно Стоп, один это человек. написано в законе, при обнаружении группой людей нарушение это самое? В законе написано просто обнаружение. Вы можете это обнаружить сами. Я что-то неправильно трактую? Еще раз хочу вам сказать следующее. Неправильно. Вы трактуете это в расширительном плане. Депутат не обладает возможностью,
скажем так, проводить следственные действия. А вам не нужно. Вы вправе в случае обнаружения любого нарушения законности подавать представление в компетентные органы. И мы пришли к вам, ваши избиратели, и требуем, чтобы вы подали такие представления. В отношении чего? Вы готовы с нами в этом плане работать дальше? Для того, чтобы вы сказали, что вы стремитесь всеми силами. Еще раз, я говорю, я готов работать на индивидуальной основе с каждым конкретным Андрей человеком. Владимирович, не перебивайте, пожалуйста, не закончил. Вы сказали, что ваше стремление прийти к соблюдению законности, и вы реально бы этого очень хотели, и выработать какие-то механизмы для того, чтобы разрешить текущий политический кризис. И, возможно, это будет долгий процесс и прочее, прочее. И это звучит на самом деле для нас очень вдохновляюще. Ну давайте поработаем над этим вместе. Мы ваши избиратели, мы сегодня к вам пришли, мы собрали подписи, их много, реально много. В группе 96-го округа несколько тысяч человек, которые очень интересуются тем, что происходит. И они настроены мирно, но они хотели бы поучаствовать в этом процессе урегулирования существующего правового, политического кризиса в Республике Беларусь. И вы вправе подавать представления в компетентные органы. Давайте это вместе сделаем. Давайте подадим представление в прокуратуру по фактам нарушений реально. Ну, то есть, понятно, что сейчас уже, когда там сожжены бюллетени, там прочее, о пересчете голосов никто не говорит, но есть преступники. То есть, есть люди, которые сидели во главе избирательных комиссий, они совершили преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Республики Беларусь. Подайте представление по нашему требованию. Мы ваши избиратели. Этого Я требуем. уже, по-моему, сказал вам. Разрешите, Достаточно я четко. добавлю. Здесь собран пакет документов как раз с конструктивными предложениями по данной инициативе. Они сегодня будут с Это подписью что за... вам переданы. Во-первых, так, я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Значит, Я так понимаю, это предложение по избирательному процессу, по подсчету голосов. или что? Здесь коллективное обращение с нашими инициативами, с нашими поручениями вам, как депутату, с 540 подписями. Также здесь копия доказательной базы о выявленных нами нарушениях. Только на нашем Избирательном 96-м в том округе. числе. Это не В том затрагивая Минск, республику, Да, только наш округ. Мы на данный Ну, момент давайте. мы в конце встречи вам передадим. Хорошо. Для начала давайте закончим по изначальному нашему обращению. Тут немножко осталось на самом деле. Четвертый пункт был признать право на мирное собрание по заявительному, а не по разрешительному принципу. И, значит, уже в изначальном документе было требование о внесении изменений в закон о массовых мероприятиях Республики Беларусь. Ну, я об этом уже Да, сказал. вы сказали. Единственное, я бы хотел от себя задать вопрос. Вы сказали, что ввиду повышенной политической активности, скажите, пожалуйста, вы такой вот высказанной вами позиции придерживались до выборов, либо это вы такое мнение сформировали вот ввиду последних событий? Какое это имеет значение? Это лишь мой личный вопрос. У вас есть возможность, ну, вы можете ответить, можете нет. Вы заявили позицию, для меня, как и для вашего избирателя, интересно. Вы и раньше думали, что закон о массовых мероприятиях в текущей его редакции, что вот он уже не актуален, или только сейчас к этому пришли? Это называется, это настолько принципиально для вас? Ну да, да. А почему? Можете Ну, потому что объяснить? что-то же Ответьте, повлияло на пожалуйста, ваше вопрос, мнение. либо откажитесь от ответа. Я могу сказать одно. Значит, я заявляю вам о своей позиции и желании, скажем так, продвигать идеи о том, что этот закон должен быть изменен. Это прекрасная инициатива. Это вопрос. Это естественным образом, ну, вы в какой период времени, как далеко вы Так хотели вот, бы вы знать? просто скажите, вы же Это пришли к 6-7 этому. лет, когда я работал послом в Турции, вы думаете, я Ну, думал... вы об же этих могли вопросах, да? оценивать, ну, дать свою Нет, но личную этот оценку вопрос, данному я еще раз документу и хочу раньше. сказать, этот вопрос, который не может не ставить в тупик, потому что нужно вспомнить, когда я последний раз сталкивался с этим законом. Я могу вам сказать следующее, что до этого 6 лет я проработал послом Республики Беларусь в Турции. И в тот период времени, если так разобраться,
Я больше занимался вопросами турецкого законодательства и в плане массовых мероприятий, и в плане митингов, и в плане многих других вещей. Поэтому я не считаю этот вопрос значимым и не могу вам просто-напросто чисто, ну не знаю, физически дать на него ответ в данный конкретный момент. Я считаю его значимым, но я, я считаю с не уважением значимым. отнесусь к любому вашему ответу. Вот я Просто ответил. пока что вы ответили, что мое мнение для вас не имеет никакого значения. Нет, я еще раз хочу вам сказать, с юридической точки зрения мне важно знать ваше мнение исключительно для принятия тех решений, которые помогут нам обустроить нашу страну лучшим образом. Это мнение всех избирателей. Этот человек представляет избирателей. Он Не не только, представляет это его всех личное избирателей. мнение. В данной Хорошо, ситуации хорошо. он Я представляет предлагаю либо себя вопрос пройти, лучше, потому либо что если- застряли на непонятном Нет, моменте. подождите, я хочу. Здесь Пройдем. прозвучала одна очень интересная вещь, на что я постоянно обращаю внимание. Очень многие люди, включая Тихановская, говорят от имени всего белорусского народа. Прозвучала фраза о том, что вот этот гражданин говорит от имени всех избирателей. от имени Жириновского. избирателей. Я уточнил, что это мой личный Ну, вопрос. От прозвучало. имени избирателей. Вы Я можете сказала потом ясно. пересмотреть. Ну, от имени избирателей. Избирателей. Значит, вы, если это личный вопрос, Это личный вопросов вопрос, нет, и я абсолютно это корректно. подчеркну, Но я прежде чем его считаю, задать. что никто не имеет права говорить о том, что он представляет избирателей, всех или каких-то там. Вы представляете в данном случае себя, либо вы представляете инициативную группу, либо вы представляете, если эти люди уполномочили вас в каком бы то ни было виде, вот тех людей, которые подписались под этими документами. В данном случае, сколько вы говорите, 540 человек. Вот это точная и корректная оценка вопроса, кто кого представляет. Все. Ну, опять же, Хорошо, корректно. давайте. Ну, Хорошо. Ребята, давайте явно не сделаем все, паузу да. и договоримся, к чему вы хотите дальше перейти, к какому моменту по плану. Я Что еще раз дальше хочу вам будет подчеркнуть происходить? только одну вещь. Я понимаю это самое. Мы не ведем сейчас дискуссию с вами. И не задавайте мне вопросов, которые по большому счету не имеют отношения к моей профессиональной деятельности. Что дальше? Что дальше? Все, да. Презентация. Мы закончили. Вы ответили спасибо на наше обращение. Да, Спасибо большое. Я думаю, А, что Теперь Если будет встреча, то мы бы показали вам гораздо больше материала, потому что Я встреча в Я более думаю, широком нет, формате. я думаю о следующем. Что вы мне будете показывать? Вы мне будете показывать материал, который я не могу, как депутат, никаким образом использовать. Вы будете, судя по всему, задавать мне странные вопросы о том, когда я понял, что законодательство о массовых мероприятиях нужно менять. Вы будете рассказывать мне про то, как ваш друг вдруг поменял свои политические взгляды и активизировался. Я вам хочу сказать следующее, что моя задача как депутата – это искать решение. Искать решение, как сделать так, чтобы мы нашли юридические, правовые, организационные, любые формы, которые позволили бы нам выйти из той ситуации, в которой мы находимся. И это решение заключается не в обсуждении тех проблем даже, которые есть, или максимально в наказании виновных и так далее. Это тоже должно сделаться. И я об этом сказал совершенно четко. Причем это должно делаться в соответствии с законом и совершенно непредвзято, объективно. Но кроме этого нам надо искать выход из сложившейся положения. Выход может происходить исключительно путем определенного диалога на какой-то площадке. Если вы внимательно читаете мои заявления, то вы знаете, что я предлагаю в качестве этой площадки Палату представителей Национальное собрание Республики Беларусь. Это не значит, что депутаты будут вести переговоры или обсуждать эти вопросы друг с другом. У нас есть постоянные комиссии, каждый по своей направленности. У нас есть совет палаты, в конце концов, которые могут рассматривать эти вопросы с участием большого количества представителей общественных и любых других профессиональных организаций. Это очень важный момент, поскольку все процедуры парламента как раз-таки заточены на то, чтобы обсуждать сложные тексты, вносить в него изменения и вырабатывать консенсусные предложения. Мы занимаемся этим каждый день. Даже сегодня, например, обсуждался вопрос
моих поправок в закон об инновационной деятельности. И обсуждались это тоже в кругу различных организаций, где были мнения разные и разные подходы. И, в общем-то, не все предложения принимаются, идет обмен аргументами. Это вот именно то место, где мы должны вырабатывать основные принципы государственного и политического строительства в Республике Беларусь. Это крайне важный момент. Значит, я считаю, что те силы, общественные силы, которые готовы к этому диалогу, готовы говорить в принципе о содержании вот этих моментов, то есть о изменении Конституции, об изменении законодательства, о решении даже, может быть, тех оперативных проблем, связанных со справедливостью, с правосудием, в конце концов. Вот именно эти люди являются, вернее, сильными, здоровыми силами общества, которые заинтересованы в развитии Республики Беларусь. Я прошу запятую поставить. Сколько еще есть время? Сколько еще есть времени на обсуждение и что... Если у вас есть конкретные вопросы по позиции депутата, то, в принципе, я не ограничиваю вас во времени. Или к чему вы хотите перейти? Я хотел важный момент один. Вот вы сказали, что вы готовы инициировать все-таки рассмотрение поправок в закон о массовых мероприятиях. И хотел просто обратить ваше внимание на такой важный момент, потому что в настоящее время закон о проведении массовых мероприятий требует предварительного заключения договоров с милицией на охрану общественного порядка, в которых милиция всегда отказывает по умолчанию, просто отказывает. И таким образом, даже если при проведении митинга мы бы хотели соблюсти законность, становится невозможным просто это оформление правильное. Поэтому, если можно, вы, пожалуйста, помните про этот момент и при изменениях в этот закон, если действительно будет рассматриваться о том, чтобы сделать его по заявительному принципу, очень важно это место убрать. То есть не нужно обязательного заключения на охрану общественного порядка, потому что, как правило, митинги происходят без нарушения общественного порядка. Можно я дополню? Спасибо за этот вопрос. Знаете, в каком плане? Мне было, сейчас я отвечу, после этого вы зададите свой вопрос. Я дополнить хотела. Давайте. Давайте. Если дополнить, то давайте. Готовила, я представляю, наверное, от нашего юристов. Наверное, меня зовут Юлия. Да, в этом вопросе вы говорили, вы готовы участвовать в обсуждении с общественными объединениями, организациями и так далее. Готовы ли вы участвовать с представителями просто гражданского общества? Например, лично я готова участвовать, присоединиться к вашей группе на добровольных началах для участия в подготовке вашей законодательной инициативы по внесению изменений в данный закон, так как я считаю, что... Я тоже готова присоединиться. Да, этот закон был рассмотрен Конституционным судом в соответствии Конституции, в котором применялось принятые Бюро по демократическим институтам правам человека ОБСЕ руководящие принципы по свободе мирных собраний. Я ознакомилась вообще с данными рекомендациями, очень поразило, насколько мало оттуда взяли. То есть не соблюдено ни понятие, как вы уже говорили, такого как стихийных собраний, то есть как они у нас, например, сейчас происходят, в каком порядке. У нас не дано понятие мирного вообще собрания, то есть не конкретизировано, что такое массовое мероприятие, от скольких человек и так далее. Это ничего нету. Также процесс подачи, я просто расскажу свой тезис, который я вижу. Я хотел предложить. Готовы ли вы принять? Значит, я хотел предложить более радикальную даже вещь. Вот давайте направим, так сказать, вашу активность в конструктивное русло в том числе. Да? И хотя я любую вашу активность считаю конструктивной, любая активность по, скажем так, политической активности, вернее, любая политическая активность граждан, это, в общем-то, наверное, хорошие процессы, которые, если они ведут к улучшению их развития. Да? Поэтому я могу вам предложить, нет никаких проблем. Если вы изучали эту тему, у меня работа строится. Я, например, могу сказать уже опыт 10 месяцев моей работы в качестве законодателя. Он очень простой. Я не владею, я хорошо разбираюсь в международных делах и в дипломатии. Но я, например, не знаю, как обстоят дела в здравоохранении. Но мы рассматриваем закон по здравоохранению.
скажем, я ближе, конечно, знаком с инновациями и научной деятельностью, поскольку занимался этими вопросами в Женеве, да, но все равно не являюсь уже таким компетентным экспертом по всем нюансам организации инновационной деятельности. Я также не являюсь таким уже глубоким экспертом по закону о массовых мероприятиях. Значит, у меня принцип работы, я выхожу на экспертов, выхожу на людей, которые действительно глубоко понимают в каждой конкретной технической сфере, и предлагаю: помогите мне. Вот есть текст закона, или проект, вернее, законопроект, это называется, да? Какие изменения вы считаете необходимым в него внести? Принцип очень простой. Вы мне даете новую редакцию статьи и ниже обоснование, почему это должно быть принято. Давайте подготовьте в рамках своей группы такие предложения, и я вам обещаю, что я их использую в обсуждении на любой площадке. Не в ближайшей сессии. Вы не понимаете, как это делается. Вынести Нет, я не могу вам это обещать, поскольку я не командир над парламентом, да? Я могу обещать, что я поставлю вопрос о том, чтобы изменения в этот закон должны быть внесены. Я предложу это сделать. Значит, второй момент. Изучите еще вопрос о том, как осуществляется в Республике Беларусь законопроектная деятельность. Знаете, да? Если юрист, должны знать. Я надеюсь, кстати, сказать, что с учетом вот этого политического кризиса и обстоятельств решение о изменении в эти конкретно законы будет принято гораздо быстрее. Вот. Поэтому вы должны понимать, что я готов на активное, открытое сотрудничество, и если я действительно увижу, что вы готовы готовить статьи, давать обоснования, с большой радостью буду лично вас приглашать на заседание рабочей группы с моим участием. Подождите, пожалуйста, дальше. Что мы делаем сейчас? Сейчас свободная дискуссия происходит или все-таки вручение материалов? 5 минут. Я хотел еще предыдущий пункт. Презентация Андрея Владимировича высказал мнение, что хочет смысла смотреть. нет, не готов и... Нет, какой презентация? Почему? В чем проблема? Она короткая, давайте быстренько по ней Нет, пройдемся. подождите, она нужна или не нужна? Короткая чем или вы? не короткая, это не важно. В чем презентация? Нет, я понимаю так. К коллективному обращению еще приложены собранные нами доказательства нарушения законодательства, которые мы бы хотели сейчас вам презентовать. Вот. Но также копия этих материалов, приложенных к обращению, вы можете ее Я не вижу смысла в этой презентации, хотя бы потому, что я уже, по-моему, совершенно четко сказал вам следующее, что избирательный кодекс не дает возможности депутату оспаривать решения проведенных выборов. А мы не говорим о том, что оспаривать решения. Давайте вместе с вами поработаем И точно так же разбираться в тех нарушениях, которые были. Значит, вы должны понять, что депутат имеет вполне конкретные функции. И главная функция депутата – это в принятии законов. Поэтому, если вы обратили внимание, я больше всего говорил о том, что нам надо сделать в законодательной сфере для того, чтобы убрать очевидные противоречия, не ставить правоохранительные органы в дурацкую ситуацию, когда они вынуждены применять закон, который в принципе устарел. Убрать любые возможности для дискредитации избирательного процесса. Я говорил о том, вернее, о тех функциях, которые я обязан исполнять как депутат. Вы вправе подать представление в компетентные Понимаете? органы по нашему требованию. Еще раз повторяю, избирательный кодекс не предусматривает такой возможности. Мы не про избирательный кодекс, мы про нарушение законности, Я говорим, могу про сказать, преступление. значит, еще раз, это ваша трактовка, причем, я так понимаю, вы даже не юрист. Что значит трактовка? Давайте я зачитаю прямо. Нет, это ваша трактовка. Гражданин имеет право быть Хорошо, кем гражданин имеет право быть кем угодно, поэтому я приму весь этот пакет документов. Это правда. И я проконсультируюсь в наших юридических службах о том, что я могу делать и чего не могу. Итак, предлагаю перейти к вручению поручений жителей округа. И все-таки, извините, я Я хотел бы, чтобы вы так прямо ответили. Вы отказываетесь такие представления подавать? В смысле? Я вам совершенно четко могу сказать одно, что закон мне это не позволяет.
позволяет. Не позволяет. Давайте Но, попробуем. учитывая, что разберемся. у вас серьезное, так сказать, мнение, а я не могу, и намерения тоже очень серьезные, а я не хочу игнорировать намерений своего избирателя, я проконсультируюсь в нашей юридической службе и тогда уже приму решение с учетом их рекомендаций и их экспертиз. Как бы мы могли когда узнать ваше решение по этому поводу? Согласитесь ли вы от лица избирателей подавать представление в контролирующие органы? И Я в думаю, это не правоохранительные? займет много времени. Я передам своей помощнице эту информацию. Ну, все-таки полдня мне, наверное, на это нужно. Алексею Аркадьевичу я потом позвоню и сообщу. Да. Вот давайте так. Единственное, я, опять же, я предвосхищаю. В принципе, юристы такие люди, я думаю, вы знаете это, да? Сколько юристов, столько мнений, и может потребоваться больше, чем полдня. Поэтому я постараюсь сделать это до конца пятницы, до обеда. Но если вдруг возникнут сложности какие-то, ну, я просто оговариваю возможность какого-то дополнительного. Но думаю, что это будет завтра. А может это еще быть в таком формате? Вот вы сами предложили, что по фактам, например, превышения полномочий органами внутренних дел к вам могут пострадавшие приходить лично. Могут ли свидетели других правонарушений тоже приходить лично? Например, человек, который был наблюдателем на избирательном участке, имеет доказательства нарушений председателем избирательной комиссии. Есть комплекс вопросов по ходу избирательного процесса, будет проанализирован юридической службой, и я вам дам конкретный ответ. Мое предварительное впечатление заключается в том, что закон не дает мне такой возможности. Понятно, спасибо. Можно просто спросить, мы говорили, что вы признаете, что у нас сейчас политический кризис, ну, в стране. А Я признаете- заявляю об этом. Заявляете. Можете ли вы заявить, что в то же время у нас сейчас правовой дефолт? Я добавлю. Еще раз повторю одну очень интересную мысль. Я не имею права на юридические оценки. Мне недостаточно квалификации юридической, чтобы определить, что вы подразумеваете по Я словам подразумеваю про то, что правовой закон у нас дефолт. сейчас работает, скажем так, в одну сторону. Что у нас отсутствует сейчас наше конституционное право на равноправие и равных для всех. Я не могу сделать такого заключения. А что расскажете? Подождите. Я не могу сделать такого заключения. Мы видим это, все заседания, большая часть заседаний проходят, судебных заседаний в данный момент проходят в открытом, ну, по крайней мере, с средством Ну, массовой я прошу информации. прощения, вы Подождите. уговариваете Я не сейчас сделать, уговариваю. сказал же, Мне Андрей попросили, Владимирович сказал. какие факты. Он не готов. Не спрашиваю. Вы его Давайте в правовой уговариваете. не будем Я возвращаться. в против, правовой. я против. Это Я просто хочу добавить нечестно. коллегу. Она пыталась нас вывести в правовое поле. Вот мы говорим тут о том, что у нас есть политический кризис, мы пытаемся вернуться в правовое поле. Но я считаю, что здесь вообще не про политику и не про правовое поле. Вы вообще в курсе о том, что до сих пор, хотя вы выступали там в том же ПАСЕ, вы говорили о том, что силовики перестали применять силу. Но до сих пор не хватает людей. Это не применение До силы, сих они пор выполняют свои люди в функции в масках соответствии с законом. без опознавательных знаков не представляются в соответствии с их требованием по закону о милиции. Они хватают девушек, задерживают их. Возможно, это как бы тоже должен разобраться там, органы внутренних дел, бьют витрины. Люди, которые живут у нас, они боятся. Они боятся, Мы имеем в виду начальника Да, ГУБОП. вы- Да. они боятся выходить на улицу. У людей сейчас люди просто испытывают страх. В настоящий момент. То есть Да, о и я каком боюсь, мои политическом, дети боятся, понимаете? о Нет, каком выйдите, они боятся политическом выйти на кризисе улицу. вообще Вы не можно. брали на Нет, не брали, но Да. они видят видео, которое я лично сама снимаю. Они видят, что Показываете. происходит. А вы Когда знаете, мама вот я работает, просто знаю, что вы понимаете? заканчивали МГУ. Вы Минский государственный педагогический институт. МГИЯ. Ну, он был, но сейчас он, наверное, МГЛУ называется. МГЛУ, да. Да, что там задерживали студентов прямо в холле. Вы знаете об обращении учителей данного вуза? Возможно, вы его видели. Они там очень четко и понятно рассказывают, что происходит у нас в стране. То есть учителя, работающие в этом вузе. Я вынужден еще раз. Нет, вы просто видели или нет? Подождите, я не Видели? видел, Не я не видели. видел этого заявления. Но я хочу еще раз повторить одну простую вещь.
То есть, если мы скатываемся на эмоциональную оценку тех или иных событий, мы никогда не найдем рациональный путь для решения этих проблем. Эти проблемы решаются разумом. Эти проблемы решаются через улучшение законодательства, через внедрение правильной практики, через обучение, в конце концов, людей, что они могут делать, чего они не могут, через требования к правоохранителям действовать по соответствующим процедурам. Те все факты, которые вы упоминаете, я рассчитываю, что этим займется межведомственная комиссия. У нас есть орган, который имеет право выносить правовую оценку вот именно такого рода такого рода случаям. Это прокуратура в данном случае. И она, кстати, включена в состав этой комиссии. Я рассчитываю, что эта работа будет проведена. Вот. Я со своей стороны, мы будем наблюдать за этим процессом и искать пути, которые позволят нам решить эти проблемы. Общество, человеческое общество, оно никогда не устроено идеально. Всегда есть какие-то сложности, но наша задача объединять усилия для того, чтобы двигаться в правильном направлении, для того, чтобы снижать уровень и насилия, и уровень эмоциональных оценок такого рода. Давайте еще вопрос. Да, мне кажется, нужно перейдем. Просто я хочу договорить, вы сказали, я с вами полностью согласен, что мы за диалог, и мы хотим этого диалога. Единственное, что к этим эмоциям и к этому насилию сейчас нас подталкивает только одна сторона. Общество подталкивает к этому всему одна сторона. Ну, я услышал ваше мнение. Но это сторона власти наша. Я услышал. Просто, мне кажется, надо сделать важное замечание на тему вот того, о чем мы говорим, диалога и вопроса о большом собрании, и о том, что вы говорите, что нужно там совершенствовать законодательство, устроить парламентскую площадку, это все верно. Но, по-моему, мы все тут упускаем ту мысль, что государство состоит не только из законов, оно состоит большей частью, самое главное, из граждан. И граждане, ваши избиратели, они, как заметили, обеспокоены. И, возможно, ваша встреча с большим количеством людей не имеет какого-то суперрационального смысла, но их нужно успокоить как людей. А законность держится... Я боюсь, что я не успокою их. Вам нужно попытаться. Позвольте договорить. Дело в том, что закон – это конвенция, это не буквы в книге. Это как и язык. Это конвенция, которая держится на согласии всех сторон. И даже если вы примете идеальный закон, залогом его выполнения будет полное согласие граждан. И поэтому на каждом этапе вашей деятельности в данной ситуации крайне необходимо встречаться с большим количеством людей, чтобы хотя бы просто им это говорить, чтобы они чувствовали, что есть человек, который этим вопросом занимается. Сейчас в обществе очень большая обеспокоенность. И это не просто какой-то психологический вопрос. То, что люди обеспокоены, это имеет отражение на ВВП. Они не могут нормально работать. Они вместо отдыха читают новости. Поэтому вам необходимо для ВВП, для соблюдения законности именно устраивать такие большие встречи. Пускай с вашей абсолютно рациональной, логичной точки зрения это может быть бессмысленно для создания новых законов и так далее, но для общества это сейчас очень необходимо. Вы не правы в том плане, что я считаю это бессмысленным. Значит, я считаю, что как раз-таки общественный диалог нужно направлять и делать целенаправленно. Вот то, что вы упомянули в плане закона, абсолютно верно. И в этом плане я считаю, что любой закон еще до того, как он принят, должен проходить самое широкое общественное и экспертное обсуждение. Как раз таки именно для того, чтобы принимать такие законы, которые будут восприниматься обществом и которые будут устроены таким образом, чтобы обществу было легко эти законы исполнять. И такие процедуры как раз-таки и есть у нас в Национальном собрании. Почему я и предлагаю Национальное собрание как площадку для такого рода процессов. Вот. Но вы поймите одну вещь. Любой диалог, любое мероприятие должно иметь смысл, должно иметь направленность, должно преследовать какие-то практические и конкретные цели. Вот вы сейчас говорите о том, что надо провести собрание. Но мы уже проводим это собрание. Идет стрим, все, о чем мы говорим, будет опубликовано действительно
в интернете, в средствах массовой информации, оно станет достоянием даже не 400 людей, а десятков тысяч людей, если не больше. То есть мы уже выполняем, мы все-таки с вами живем в 21 веке, а не в 20-м. И проведение просто собраний, где соберутся люди, которые будут рассказывать эмоциональные истории, а не говорить о том, как нам искать выход, это будет, в общем-то, может быть, какое-то терапевтическое воздействие, конечно, может быть, и окажет. Я не хочу это исключать. Мне хочется стать на вашу позицию. Но то, что это не приведет к какому-то развитию, мне кажется, это вне всякого сомнения очевидно. Коллеги, разрешите, я возьму заключительное слово, и мы закончим этот блок вопросов. Я предлагаю либо вы говорите заключительный слово, потом либо я говорю, а вы добиваете заключительное слово. Давай, Давай, наверное, давай. Андрей Владимирович, в принципе, вот вы повторили тот тезис, который я сказал до этого, то, что вы нам скажете, вмените в то, что вот мы сейчас провели стрим, вы, в принципе, очень развернуто нам все рассказали, да? Вот молодые ребята, которые нас снимают, я думаю, они, возможно, как-то переформулируют эту фразу потом в личной беседе. Вы являетесь депутатом представителем нашего округа, да? Прецедент того, что мы с вами собрались, очень спокойно поговорили, он уже создан. И те люди, которые увидят вот эти стримы, они как бы увидят, что депутат способен на диалог. Но если сложится такая ситуация, что вы отказались от встречи, мне кажется, недовольств будет гораздо больше. Возможно, вы как дипломат лучше меня знаете психологию других людей. Вот. Но я, грубо говоря, вижу, чем живут улицы, как они. Я хожу в магазин, разговариваю с людьми. И сейчас тенденция в обществе в таком, что люди у нас, как вы видите, не настроены на блиц-витрины. Они настроены, по крайней мере, на какой-то диалог. Я не говорю сейчас про диалог с властью на высоких уровнях Тихановской и так далее, а именно то, что вы являетесь нашим избранником. И, поймите, люди прекрасно понимают, то, что у вас такая позиция, такой пост, вы не можете себе позволить, возможно, озвучить каких-то мнений, мыслей, которые вам у вас есть. Докончу одним предложением. Но просто если люди увидят то, что вы не захотите идти на контакт после нашей встречи, мне кажется, возможно, я ошибаюсь, они просто поймут, что вы элементарно боитесь. Опять же, не беру на слабо, высказываю свое мнение. Возможно, на слабо, наверное, было бы наивно. Поэтому я и говорю, да. Значит, я еще раз хочу подчеркнуть следующее. А давайте повторим стрим. Давайте соберите еще вопросы. Но опять же, я хочу подчеркнуть следующим образом. Значит, первое, это очень важно. Значит, я готов встречаться с каждым избирателем, особенно пострадавшим в результате вот всех этих событий. Но это должно быть всегда личная встреча для решения конкретных личных проблем. И более того, эта встреча ни в коем случае не может подменять обычную процедуру, которая должна быть выполнена в этих случаях. Это вот вне всякого сомнения. Значит, чего я объективно не хочу делать, это вот обсуждать личные впечатления каждого из вас и пытаться дать на это какое-то свое терапевтическое, так сказать, воздействие оказывать. Это по-человечески еще можно сделать, но как депутат я, к сожалению, на это не имею сил и времени. И я, честно говоря, не очень вижу, как это может помочь во взаимодействии. ВВП поднять. ВВП поднять. Да. Ну, это серьезно. крайней Это, мере, конечно, А лично для меня судьба. терапевтический эффект оказать, как обычного простого человека, живущего в этом районе, я боящегося готов с выйти вами- на улицу. Я готов с вами лично А мои соседи хотят тоже, но они не готовы Значит, лично, они хотят вместе. Мы хотим быть понимаю. все Значит, вместе. следующий момент заключается еще в чем я хочу сказать, что мне нравится, я готов приветствовать вот эту активность, если она будет находить выход в конкретных продуктах. Я еще раз хочу повторить свою готовность. Если вы подготовите конкретное предложение в изменении законодательства вот по этой схеме, статья, новая редакция и мотивация, почему это должно быть сделано. Все эти материалы, я вам обещаю, гарантирую, будут использованы мной в моей дальнейшей работе. Вот. Вопрос не в том, чего я боюсь, чего я хочу или чего я не хочу. Вопрос в том, как я выбираю свои приоритеты и свои действия, которые помогут нашему обществу, или, в принципе, это будет очередной, так сказать, просто-напросто эмоционально, кстати, дестабилизирующее событие для тех же людей, которые там соберутся.
Это очень важный вопрос. Это ваша точка И это зрения. должно быть, да, так, а я здесь Но эти люди вообще, считают по-другому. вы поймите правильно, я весь вечер здесь сообщал вам только свою точку зрения, свою личную точку зрения, как депутат и как, как говорится, гражданин. Ну, как представитель школы Андрея Громыка вас, наверное, переубедить трудно, мы вас не собираемся переубеждать. Дело в том, что мы можем тогда, ну, если меня не поддержат, пускай, если группы скажут, зафиксировать какой-то нейтральный результат, хотя вы говорите, нейтральный результат устраивает не всех. Мы подготовим вам тезисы, в которые теоретически могла бы пройти эта встреча, и которые могли бы поднять вопрос. Если вы считаете, что... Ну и рассмотрите заодно уже и мое предложение. Ну да, я же не спорю, я к тому, что... Хотелось бы его получить. Как я уже сказал. Хотелось бы получить в письменной форме ответ на коллективное обращение 15 бюрократ. граждан. Да, Абсолютно вами точно. обещали, вот это? кстати. Вы Да. получите его. Но нам сказали, что дадут сегодня. Нам сказали, что дадут Я что до этой планировал, встречи. но не успел. Вы не выполнили обещание Да. избирателей. Я не выполнил обещание избирателей. Да, в принципе, да. И мы хотим еще знать, какие еще обещания вы не выполнили, учитывая вашу предвыборную программу. Мы хотели бы это обсудить с вами. На Подождите, встрече подождите, это манипулятивный какой-то Это вопрос, тоже это какое-то насилие. Это Я прошу разница. этот вопрос снять вообще. Что снимаем? Это неправильно. Тогда я продолжу с... Я видите, здесь на самом деле эмоции бьют очень сильно. Я думаю, что в рамках вот этого формата, да, вам удается удерживать, скажем так, эмоции в нужном русле. Я не уверен, что это будет возможно, скажем, в каких-то других форматах. Вопрос... Но самое главное для меня, например, да, это донести до избирателей мою точку зрения. Вот это важно. А почему не Более хотите того, узнать точку зрения избирателей? Несмотря на эмоции. Значит, я еще раз хочу вам сказать, что я действую в правовом поле. Точку зрения избирателей я знаю. Уверены? Да. Каким у вас Но десятки часть тысяч избирателей избирателей? сейчас перед вами стоит. Так я и говорю, вот вы высказывали свою точку зрения, но я еще раз говорю, я это знаю. Но я кроме этого хочу действовать в правовом поле, и я заряжен прежде всего на то, чтобы искать решение. Меня в меньшей степени, скажем так, волнуют, или лучше будет, ну, это неправильное слово, да, я не хочу вот использовать такие слова, скажем, негативные эмоции, а меня больше всего, внимание мое концентрируется на том, как сделать такие условия, чтобы они не возникали. Вот это для меня главное. Но они же уже возникли. Извините, людей успокаивать избили, людей, задержали. это, конечно, отличная миссия. Но мне кажется, что я способен на Ну, а хотя бы, Коллеги, давайте вернемся к конструктиву, хотя бы пожалуйста. извиниться перед теми людьми, которые пострадали Вы хотите, незаконно. чтобы я извинился Ну, а перед людьми? представители власти почему нет? Вы можете инициировать, чтобы другой извиниться. Ну вот видите, вот это вы сами же тут же начинаете показывать, к чему сведется вот такого рода собрание и такого рода встречи. Вы даже здесь, в небольшом коллективе, получается достаточно сложно сдержать вот такого рода выпады и эмоции. А вы считаете, что нет? Я боюсь, Для чего мне нас сдерживают? не Вам в за том что, числе мне, как представитель я откровенно власти. вам скажу, мне не за что извиняться. Я пришел на эту работу 10 месяцев назад, я выполняю ее с полной самоотдачей в рамках тех функциональных обязанностей, которые мне прописаны, и еще более того стараюсь найти какие-то возможности, дополнительные рычаги, чтобы как-то продвинуть наше общество, развить его лучше. Понимаете, становиться в позу «вы нам должны, извинитесь перед нами», это самое легкое, что можно сделать. Но мы же вам просто А давайте вопрос задаем. подумаем все-таки, что мы все вместе можем сделать, не распуская... этого Давайте надо собраться, поддержим. правильно? Вы можете просто сказать тезисно сейчас, какие у вас на ближайшую перспективу планы для решения этих вопросов, которые мы здесь Какие подняли? планы? Нет, Нет, планы... конкретные действия, конкретные конкретный действия. план на данный момент. Вот, кстати, который у мне вас кажется, есть. что вы упустили, да, там у вас это было в другой письме. Требования по внеочередной сессии. А мы не анонсировали уже в курсе. Я сейчас доберусь до заключительного слова и все. Нет, смысл заключается в чем? Я хочу вам следующее сказать, что процесс инициации внеочередной сессии настолько длительный, что мы 2 октября начинаем уже очередную сессию. Моя позиция, мы должны начать эту сессию с обсуждения общеполитической ситуации в стране. Дать возможность депутатам, каждый, который работает в округе своем, встречается с людьми, на таких же совещаниях или встречах, как и я. Вы сами упоминали
несколько фамилий людей, которые уже встретились. Вот. Не знаю, насколько это было продуктивно. Но тем не менее, мы должны обсудить все проблемы, и мы должны выслушать мнение депутатов относительно движения вперед. Как они видят и конституционную реформу, и изменение законодательства, и работу межведомственной комиссии, и, собственно говоря, взаимодействие с общественностью. И вот на этом этапе уже я хочу предложить публично, вы будете тоже это видеть, слышать, вот эти вещи, которых мы сегодня обсуждали. А почему считаете, что... Ну какие? Мне нужно что повторить. Вы хотите предложить, да. Значит, передачу власти от президента в парламенту, усиление функций Совета министров, усиление роли политических партий, значит, что мы еще, о чем мы еще говорили, введение пропорциональной системы, внесение изменений в избирательный кодекс, внесение изменений в закон о массовых мероприятиях. Избирательный Я кодекс ничего в не какой забыл? части? В какой части изменений в законодательство в избирательный кодекс? Ну, я же Давайте говорил об этом. да, Вы давайте опять еще требуете, раз. чтобы мы опять по новой Да. начали Нет, нет, обсуждать эти вопросы? Давайте Ну, ради бога. юридические моменты, да. Сейчас Вот. Но это уже просто становится немножко странно. Я представляю, что будет, если будет 200 человек. А или почему 300. вот вы считаете, что руководитель нашего государства выступил перед своими избирателями на площади, а вы не можете последовать его примеру? Он Дело же- все в том, что я выступил перед своими избирателями через информационно-коммуникационные Ну, не у каналы. всех Ну, есть я такая считаю, это возможность. даже, пример. я считаю, это даже более продвинуто. Ну, нет, У он моих У моих Он соседей подал нет хороший возможности пример. следить Так за что таким вышел. Более того, выступлением. я еще выступал перед избирателями, настроенным достаточно, так сказать, эмоционально. Ну, Давайте, Согласен. ребят, давайте все-таки последний вопрос и переходим к пункту номер 6, вручение поручений жителей. Да, я хотел бы про диалог. Скажите, вот вы сейчас говорили о том, что выступаете все же за диалог между властью и обществом и предлагаете в качестве площадки использовать наш парламент белорусский и включить туда представителей политических партий, общественных объединений и прочее, прочее. И это понятно, и звучит хорошо и красиво, потому что, ну, вроде как, на первый взгляд кажется, что такая площадка, как наш парламент, будет выглядеть как диалог власти с властью, а не власти с обществом. Но мы что-то туда включаем, и вроде как общество. Как вы относитесь к такой инициативе, как вот в эту площадку, в это парламентское обсуждение включить Координационный совет, представителей Координационного совета, которые будут представлять там интересы общества? Плохо отношусь. Говорю Можете прямо, пояснить? поскольку ничего не скрываю от своих избирателей. Отношусь плохо по нескольким причинам. Во-первых, Координационный совет не имеет легального статуса. Раз. То есть нам непонятно, как туда избирались люди, какие цели они преследуют, и действительно ли они кого-то представляют от белорусского общества. То есть нет верификации их юридического статуса. Хорошо, Поэтому- давайте мы соберем 500 тысяч подписей Поэтому- и подадим их в парламент вместе с вами. Нет, это вопрос, который не ко мне. Значит, есть понятие юридической регистрации, и эти процедуры должны быть соблюдены. Я условно могу сказать следующее, что если кто-то из членов Координационного совета, не членов, придет к нам в качестве, ну не знаю, члена Совета Союза юристов Республики Беларусь, мы с ним будем разговаривать. Вот. Я А скажите, Если- если ваши инициативные группы, Стоп, по вашему если округу? еще, да, вот я уже сказал, что я лично буду разговаривать с избирателями по моему округу. Вот. Если это будет инициативная группа избирателей, никаких проблем. Меня даже не буду спрашивать, являетесь вы членами Координационного совета или нет. Мне это не важно. Мне важно только одно, чтобы вы были моими избирателями. И я готов обсуждать с вами любые юридические проблемы. Если, опять же, по схеме, которую я вам уже рассказал. Но Координационный совет еще не может стать участником этих переговоров по одной простой причине. Потому что они требуют безусловного ухода действующей власти. Как и Это большинство невозможно. граждан Беларуси. Большинство граждан Беларуси этого не требует. Это не соответствует действительности. Это, в принципе, мем про 3%. Такой же статус.
Вот и все. Поэтому Он не давайте... в пустом месте этот мир. И второй вопрос, который, опять же, раз уж такой вопрос поднялся, да, я хочу сказать одну вещь. Вы пришли здесь сегодня протестировать позицию депутата, правильно? Нет, не так. Ну, узнать позицию Когда депутата. наконец-то я смогу Для меня сказать, это я было важно, отвечу на этот в принципе, изложить эту позицию. Но вы должны понимать и другую вещь, что действительно в рамках этого диалога, а этот диалог все-таки двусторонний, вот, вы также показываете и свою способность к рациональным беседам, к рациональному обсуждению и к рациональному взаимодействию. Вы также, собственно говоря, демонстрируете свою способность работать сообща в интересах всего общества. Вы также демонстрируете, по сути дела, еще и свою способность где-то поступиться какими-то вещами ради достижения консенсуса. Координационный совет пока такой возможности нам не предоставляет и такую позицию не демонстрирует. И второй момент. Они говорят очень много громкими словами, но по большому счету, что скрывается за программой координационного совета, мы вообще не знаем. Та программа, которая появилась и потом была спрятана, она вообще вызывает большие вопросы о том, какие силы представляет этот У координационный Координационного совет. совета нет Я программы, это не этого, политический я этого не знаю, и поэтому для меня, например, будет сложно рассматривать координационный совет в качестве партнера по переговорам на площадке парламента. Я хочу, чтобы вы это понимали абсолютно точно. С другой стороны, мы готовы принять любое общественное объединение, которое легально зарегистрировано в Республике Беларусь, имеет этот легальный статус. И опять же подчеркну, Вы же понимаете, как что избиратель, у общества нет шансов никаких как что-то зарегистрировать. как избиратель, я скажу, что у нас очень много уже зарегистрированных организаций. И как избиратель я готов разговаривать со своими избирателями по всем вопросам, которые будут касаться политической повестки дня нашей страны. Хорошо, давайте на этом закончим и перейдем к последнему пункту, потому что Да. он тоже может быть длинный. Последний пункт. А что там последний пункт? На нашей встрече я бы хотел... Выступление перед СМИ? Нет, Пункт номер 6. Подождите. А. Я для начала хотел бы завершить как спикер с заключительным словом. Вы очень много и правильно говорили по поводу инициатив, о правовом поле, ваших полномочиях. Это все очень здорово и правильно, мы вас в этом поддерживаем. Но, наверное, не совсем мы смогли донести до вас посыл. К сожалению, мы в рамках этой встречи можем отвечать только за 540, подписей. Но смысл в том, что сейчас вопрос стоит не о создании новых законов. Мы считаем, что в стране происходит произвол, что уже имеющиеся законы не соблюдаются. И как вы согласились и нас поддержали по поводу конкретных продуктов, мы к вам пришли с конкретными продуктами, и сейчас хотим вам их передать. Здесь коллективное обращение от нас с инициативой организации большой встречи. Вы уже сказали свое мнение, и, наверное, в нем есть определенные аргументы правильные. Но на данный момент мы уже собрали подписи под инициативой встречи с депутатом в количестве более 300 депутатов. Простите, более 300 человек. То есть мы не против альтернативных вариантов проведения встречи, диалога, потому что главная цель этой встречи – это диалог. Также, кроме инициативы по встрече, я еще также озвучу несколько положений. Они оформлены в виде поручения депутату, потому что вы наш представитель наших интересов. В рамках действия. Естественно, то есть документ выверен нашими юристами, и в рамках ваших полномочий оно все, скажем Я так. потом получу это в письменном виде? Или... Оно уже, вот мы прямо сейчас передадим. То есть, давайте. Здесь непосредственно само обращение, презентация с доказательствами нарушений, подписи. Прошу вас. Спасибо. Да, также я озвучу для тех, кого не вместил в ваш кабинет, и, возможно, теми людьми, не входящими в 540
человека именно, то есть изучить представленные нами доказательства массового нарушения избирательного законодательства, документ на 20 страницах, немедленно обратиться в компетентные органы для проведения соответствующей проверки и привлечения виновных лиц к ответственности. Вы уже отвечали, но дело в том, что текст был составлен до того, как мы пообщались, поэтому где-то, возможно, будут вопросы, которые уже поднимались. Обратиться к изданию межведомственной комиссии, вы уже сказали, что она уже создана, поэтому я это не буду зачитывать. Инициировать на ближайшей парламентской сессии создание парламентской комиссии по расследованию незаконного применения насилия со стороны правоохранительных органов к задержанию во время мирных акций протеста против итогов выборов президента Республики Беларусь и войти в ее состав. Ну, у нас это решено было делегированием депутата межведомственного. Также внести в ближайшей парламентской сессии закон об изменении массовых мероприятий по заявительному, а не по разрешительному принципу. В принципе, по этому поводу вы уже ответили. Также мы просим в рамках действующего законодательства на указанный там адрес передать нам письменный ответ о ходе либо результатах и также о ваших, возможно, альтернативных предложениях по проведению организации дальнейшего диалога с вашими избирателями. Я хочу просто задать один вопрос. Учитывая, что, собственно говоря, вам или всем присутствующим, я немножко тут, первое коллективное обращение, я не совсем понимаю, кто его направил. Это вы или кто-то другой? Это мы же. Это вы. А сейчас мы сделали расширение. Да, так давайте я сделаю один ответ на оба обращения. Да? Да, можно. Давайте вы сделаете ответ сначала на одно обращение, а потом... Давайте вы сначала... Давайте мы соблюдем действующее законодательство. Вам поступило заявление, ответьте, пожалуйста. Все, договорились. Там я хотел предложить, но если вы хотите, так сказать... мы же в рамках закона действуем. Все, это меня радует. Договорились. Все, да? Я могу задать вопрос. А почему вы так боитесь простых человеческих эмоций? Почему? Вы не поняли? Да, люди волнуются, хотят увидеть, прийти на собрание, пообщаться с вами. Понимаете, какая ситуация? Мои соседи хотят, мы боимся, у нас чувство страха, тревоги, у нас гнев, у нас непонимание происходящего. Мы хотим, чтобы вы все-таки оказали нам тот самый терапевтический эффект. Я думаю, что для терапевтического эффекта лучше обращаться либо к психоаналитику, либо в церковь. А если люди просто хотят задать вопросы и вы поймите пообщаться меня с вами? правильно. Депутат все-таки это государственное лицо. Это человек, который должен работать в интересах общества. Понимаете? И я не боюсь, вы неправильно понимаете эту ситуацию. Вы немного сами я себе противоречите. Нет, я еще раз хочу Вы говорите, сказать. действуйте в интересах общества, а общество просит провести с вами собрание, видеть вас. Сейчас Соседи хотят, мои соседи хотят увидеть вас. Посмотреть вам в глаза. Я думаю, это отличная иллюстрация. Да, вот это вот не нужно. Сейчас как бы мы не за этим пришли. Андрей Владимирович, я тоже хочу наверное, свое выступление тоже сегодня подытожить. То есть, смотрите, несмотря на наше обращение, на факты фальсификации, того, как проводилась предвыборная кампания, что проходило в ней, после нее, сейчас, вы действительно считаете, что эти выборы, они проведены были честно, что действительно Лукашенко набрал 80, как вы уже озвучили, даже по данных определенных социологических исследований, что он набрал 80. Вы действительно так считаете? Значит, я хочу... Вопрос да или нет? Нет, так вопрос не Ну, да или нет? Вы так не работает. Я хочу депутата на ответ? Не хочу вообще вас ни в чем ограничивать. Вы меня немножко... Просто смотрите, я докончу, а вы потом ответите на этот вопрос. Закончили? Да, смотрите, просто вы говорите о диалоге между партиями. Ну, то есть в каком-то, на какой-то площадке. Между партиями я ничего не говорил. Ну или там зарегистрированными какими-то организациями, общественными организациями, политическими партиями, да, где-то, да, на какой-то площадке. Вы об этом говорите, в то же время, да, в то же время вы выступали, опять же, в ПАСЕ и говорили о том, что, как бы, я зачитаю, вот это вот, что все, что происходило у нас в стране, отличалось от культуры, которую депутаты и политические институты стремились развивать о политическом процессе, основанном на соревнованиях программ. Так вот, о каком выборе соревнований может идти речь, если два кандидата, которые пользовались наибольшей популярностью в обществе, вообще не были допущены к этим выборам, которые просто не могли заявить своих программ? Вы думаете, что какая-то общественное объединение, либо партия
сможет вот так общаться с властью, которая игнорирует вот, ну, кандидатов, пользующихся огромной поддержкой в обществе? Вы думаете, что это возможно? Агрессивная кампания против наблюдателей независимых? Это же граждане просто. Это даже, вот я был наблюдателем. Я должен понять, на какой ответ отвечать. Это все вместе. То есть Не это... совсем все, это для У вас вас же не есть тема. прекрасная возможность ответить, на который вам удобно. Правда, конечно. Значит, я хочу вам сказать следующее. И начну вот с той фразы, которую вы подсветили. Первое. Да, вот это самое главное на самом деле. Потому что от нее, в принципе, происходят и те сложности, которые мы испытываем. На самом деле, когда мы говорим, и я выразил даже собственное мнение, вы имеете в виду, что все-таки выступление в ПАСЕ – это выступление представителя Беларуси, но это выступление, которое с изложением определенной позиции. Когда я говорил о классическом процессе, вот, как вы сказали, политическом процессе, я имел в виду следующее. Это плохо, когда неожиданно, как черти из табакерки, у нас появляются какие-то кандидаты в президенты, которых не знали раньше, год, два, три. Это неправильно. Это совершенно неправильно, когда эти кандидаты не представляют развернутых политических программ. Правильно, когда существуют политические движения, когда существуют люди, которые четко доносят до общества свою программу, свою позицию, и когда общество знает их, по-английски это называется background, знают его их историю, знает, что они делали в этой жизни и каким образом, какое будущее для Беларуси они хотят строить. Более того, мы всегда считали, я убежден в этом, что избирательная кампания должна быть прежде всего логично построена на программах и обсуждении того, что предлагают депутаты, логических аргументах. Не мемах Саша 3%, не когнитивных приемах формирования настроения, эмоций. Это выходит за рамки. И, как правило, использование именно вот этих методов ведет и к тем нарушениям, о которых говорите вы. Потому что, к сожалению, манипуляции всегда находят ответ, адекватный, неадекватный, но он находит ответ, фактически, который не способствует развитию политической культуры. И любые, кстати, с моей точки зрения, любые попытки использовать манипулятивные технологии для влияния на результаты выборов или любого другого, кстати, политического решения, они как раз таки и прерывают демократическое развитие и зарождение демократических процедур в стране, поскольку они рушат доверие. Вот это главный вопрос. И когда я говорил об этом, я говорил прежде всего в этом ключе. А сейчас я согласен, доверие разрушено полностью. А почему вы считаете, что действующая власть имеет право фильтровать вот эти бэкграунды этих кандидатов, кто может, кто не может, за кого народу голосовать, какое он предлагает будущее, если люди голосуют? Давайте исходить. Вообще-то в дискуссии, да, всегда нужно исходить из того, что человек сказал, а не домысливать за человека и не приписывать какие-то свои собственные представления. Ну, кандидатов Я отправили сказал в тюрьму и сняли с выборов. сказал. В данном случае они еще не были кандидатами. Они были кандидаты-кандидаты, насколько я понимаю. Все правильно. Да. А вы знакомы Но я еще раз... Вы знакомы с Очень Цикалом? хорошо. Вы знакомы с Бабарикой? Нет, Бабарика не знаком. Вот. Но я хочу еще раз сказать, что я не буду сейчас исключительно с юридической точки зрения, исключительно для того, чтобы не скатываться на какой-то эмоционально-бытовой уровень, а остаться все-таки на уровне системном и на уровне правовом. Я еще раз повторю вам то, что повторял раз 15. Я не буду давать правовую оценку этим событиям. Это неправильно. Это неправильно. Потому что я таким образом девальвирую свой образ, не образ даже, а свою позицию скорее, как депутата. Когда вы меня спросите неформально и в личном качестве, не в ходе официальной встречи, где я излагаю свою официальную позицию, мы поделимся этими вопросами. Но я еще раз хочу сказать, что и даже в этой встрече
Я вам повторю слово в слово то, что сказал. Только что. Мы уже Потому что рассчитывали, что что-то другое Нет, слышим. только то, что я сказал. Потому что я считаю, что все-таки политический процесс и развитие общества требует выполнения определенных правил, определенных параметров и определенных процедур, в конце концов. И хотим мы того или не хотим. Хотим мы где-то подправить судьбу и отодвинуть этих деревенских, так сказать, используя современные когнитивные технологии. Если мы только сваливаемся в это, мы тут же теряем и легитимность, и право, в общем-то, на развитие дальнейшей собственной страны. Мы должны об этом помнить. Эта ответственность лежит на всех. А как называется, если эти правила и законы не соблюдают в первую очередь государство само? Это уже начинается. Как только разрушается, вы имеете в виду, что рождение демократических традиций – это вещь очень сложная и очень тяжелая. И я вам хочу одну вещь сказать. Кстати, эта вещь, наверное, очень важная. Давайте потратим еще какое-то время на это. Что такое демократия? Демократия – это право человека избирать тех, кто им будет управлять. Раз. Да? Это право участвовать в принятии важных политических решений через своих представителей в каких-то общественных и политических структурах или структурах гражданского общества. И, наконец, есть еще один важный момент, о котором мы как-то забываем. Это также право, вернее, обязанность делать осознанный, продуманный и рациональный выбор, рационально взвешивая все последствия этого выбора. Вот, к сожалению, нам было предложена первая часть, причем с акцентом не на социально-экономические, а на политические права. Но умолчали как-то немножко о второй. Сейчас немножко И это непонятно. Непонятно? Нет, мне как раз понятно. Я предлагаю продолжать, Нет, потому я что хочу сейчас сказать следующее. неконструктивно и беспредметно разговор. Это очень предметно. На самом деле это очень Абсолютно. предметно. Ладно, давайте Я не будем предлагаю все-таки подвести Мы не итоги. будем продолжать, но я даже Да, скажу да. вам, я, наверное, в ближайшее время опубликую статью на эту тему. Прекрасно. Хорошо. Если Это Тутбай будет не предметно. поможет, или уже Тутбай нет, Это беспредметно, но вы просто не ответили вот на тот вопрос по поводу, считаете ли вы так при я имеющихся да. фактах Значит, я нарушений? хочу сказать следующее. Выборы были организованы не идеально. Я бы сказал, скорее всего, у меня нет подтверждающих доказательств этого. И я не могу давать правовую оценку, но вероятнее всего они прошли с определенными нарушениями на уровне избирательных комиссий. Я вполне допускаю это. Но я при этом также уверен в другом, что победителем на этих выборах был действующий президент Беларуси. И что он в конечном итоге набрал большинство голосов. А зачем он тогда просто... Давайте не повторяться, ребята. Это я не знаю. Я И настаиваю, это я на не том, буду что, судить я об этом. настаиваю на том, чтобы мы заканчивали Тем более, и да, подвели закончили. итоги и со стороны Андрея Владимировича итог. Я прошу буквально, коротко, что произошло сегодня, что вам понравилось, что не понравилось, какие вы для себя делаете выводы, уроки, да, и воспользуетесь ли вы тем, что произошло сейчас, там, условно, завтра, в будущем, да, и потом предлагаю каждому из присутствующих буквально 10-15 секунд сделать от себя и на этом закончить. Хорошо. Можно, прошу прощения, Да, вопрос, да. который не задавали здесь, но волнует у многих. Мы сейчас говорили про осознанные, правильные, рациональные выборы, у каждого человека и так далее. И о том, что Лукашенко, вы убеждены, вы уверены в том, что он выиграл выборы. Я допускаю, что он мог выбрать, я допускаю. Допускаете ли вы то, что на данный момент наш президент Александр Григорьевич Лукашенко потерял доверие общества к нему? С учетом происходящих событий, начиная с 9 августа по сегодняшний момент, что заключается не только в нарушении и несоблюдении всех норм права по отношению к гражданам, которое выказывается в неуважении к народу, а это не надо доказывать, это всем известно, это не мем, это правда, название народец, употребление овцы, урки по отношению к людям, выходящим даже на, я не говорю, что они незаконные, да, с нашим законом, но все же это мирные, мы это видим,
Там наркоманами 60% и так окуренных, далее. да. А там выходят рабочие, врачи, студенты. Это постоянно. Значит, смотрите, я Подождите, разрешил еще то, что раз. в данный момент человек, которого избрало общество по вашему убеждению, у нас другое, но мы имеем право, никто на самом деле честно скажет правды, что он в данный момент проявляет полное неуважение к обществу, а также нерациональность своих действий и поступков в международных отношениях, оскорбляющих даже наши чувства как избирателей. Вы не считаете, что это возможно, что на данный момент его полное недоверие среди общества, большей части, это уже не те 10%, которые голосовали за Тихановскую? Вы закончили? И дискредитирует это нас на И международной разжигает арене. экстремизм. Первое, что я должен вам сказать, если вы закончили, Да, я могу начинать уже отвечать, да? Я опять обращаю внимание на вот этот старый манипулятивный трик. Все общество, весь народ и так далее. Это вот сразу выдает слабость позиции. Я действительно уверен в том, что он победил. Я уверен, что большинство общества по-прежнему относится к нему с большим уважением и считает его своим защитником. Это факт. Значит, вне всякого сомнения. Более того, я не хочу сейчас повторять тех слов, которые он услышал в свой адрес от так называемых альтернативщиков, да, давайте используем это слово. Вы знаете эти слова. И я думаю, что они ничуть не хуже, я не буду. И что за слои Это в общества? отношении его. Можно Я уточнить, не что за народа, слои отношение- общества? Где они, эти люди? Нет, Вот те, эти- которые голосовали. нет, те, Это которые кто? использовали. Врачи, это Это уже студенты. стоп, это дискуссия. Нет, ну просто, чтобы мы вы меня знали, задали где вопрос, я вам на него отвечаю. Значит, я могу об этом говорить еще час. Да? Можно просто Значит, уточнить? но я могу сказать следующее, что я все-таки считаю, что это так. Значит, более того, президент сам как-то сказал, что когда вот была ситуация с автоматом, и его обвинили в том, что он может использовать оружие против граждан, он сказал, я пальцем свой народ никогда не показывал, не то что автомат. Это говорит о том, что к народу он относится с глубоким уважением. И это говорит о том, что, кстати, вся его политическая карьера была построена именно для защиты интересов простых людей. Другой вопрос, вы здесь правы абсолютно, что особенно в Минске появился новый класс. Появился даже не класс, это неправильно. Появилась социальная прослойка людей самодостаточных, самозанятых, которые в принципе не требуют ничего от власти и которые готовы справиться с жизненными трудностями самостоятельно. И эти люди, в принципе, их не устраивает вот та социальная структура общества и Да, но социальное они хотят, чтобы и государство. все остальные там. Нет, и подождите еще один вопрос. Это действительно большая проблема. Я к этим людям отношусь с глубоким уважением. Почему? Потому что они реально сделали свою судьбу. И они реально имеют право быть услышанными. И Как и мы не все. говорили об этом в деталях, но один из вопросов, который, кстати, вызывает больше всего, вернее, скажем так, неоднозначную реакцию из моих предложений, которые я хочу поднять, это вопрос об изменении экономической модели управления, модели управления экономикой. Вот это самый сложный, самый проблематичный вопрос. Кстати, самое интересное, что у меня были до вас люди мои избиратели, кстати, из этого же округа, которые пришли посоветоваться, как они могли бы продвигать проекты государственно-частного партнерства на МАСе. Вот это реально, так сказать, могу вам об этом сказать. Так вот, и я считаю, что как раз-таки политика Александра Григорьевича Лукашенко была всегда выстроена на то, чтобы обеспечить общий уровень и достатка, и социальной обеспеченности, защиты, прежде всего, простых людей. И это простые люди, это крестьяне, рабочие, учителя, врачи, в рамках той системы, которую он строил. У нас коэффициент Джини 4,5 или 5%. Это уровень, который соответствует Нидерландам, Швеции. Но коэффициент Джини, он включает в себя
ни одного показателя экономического, ни одного. Это А теперь уровень давайте- доходов, это уровень благосостояния. Нет, Все коэффициент показатели у Гини нас он открыты. включает... Уровень благосостояния. Нет, он включает в себя образование, уровень образования, уровень Нет, нет, это медицины вы и так имеете в далее. виду уровень... Нет, вы имеете в вы- виду ООНовский индекс человеческого развития. Ну, может быть, но... Не, вы перепутали коэффициент. Не знаю, но... Вот. Коэффициент Джини это соотношение 10% самых богатых в обществе к 10% самых бедных в обществе. Вот. Ну, Так у вот, нас он у нас, 7-8, по-моему. он у нас где-то в районе 6, я думаю. 5,5. Но в любом случае это не 17 российских и не 18 или сколько-то американских. А мы Но не в этом дело. Поэтому я все-таки считаю, что в интересах развития общества признать победу действующего президента и воспользоваться вот той ситуацией, которая сложилась, для того, чтобы внести нужные изменения, но только на основе спокойного, конструктивного взаимодействия. Любые требования ухода в отставку – это контрпродуктивно, это ни к чему не приведет. Это я вам уже как депутат говорю с 100% уверенностью. Нам важно наладить нормальный диалог для того, чтобы мы могли выйти на какие-то реальные подвижки в развитии. А можно внести предложение по поводу снятия вот культа личности, вообще, в принципе, фотографий в кабинетах Ой, я даже не вижу. преподавателей, там, в школах, не знаю. Снимайте. Ну почему я? Я не могу, я не готова. Я в вашем кабинете как не могу. Скажите, вот мы тут говорили о каких-то политических вещах в отношении главы государства. А что касается экономики, его действия, в том числе на публичной арене, которые наносят ущерб экономике. И в том Что числе... вы имеете в виду? Я имею в виду, например, утверждение о том, что нас собирается захватить Польша. Можете пояснить, как дипломат, насколько это юридически, в принципе, возможно? Юридически, не юридически. Вы про Гродненскую область? Да, про то, что были подняты войска и поддержание их пребывания у нашей западной границы стоило нам миллионов долларов. Так высказался глава государства, да, каждый день. Могу вам цитату А привести. также про торговлю суверенитетом Беларуси. Можно я поговорить? Спасибо. Вот. Во-вторых, в его же программе вы сказали, что очень непонятные программы были у других кандидатов, у нашего президента, который сейчас таким он себя считает. Программа была тоже весьма абстрактная, но даже в этой абстрактной программе одним из основных пунктов была поддержка цифровой экономики, цифровизации и, цитирую, основных трендов мировой экономики. Возможно, вы не специалист, дипломат и занимаетесь другими вопросами, но вы заметили, что появилась новая информация. Ваши слова, какой-то марксизм, какой-то не... Ну да ладно. Появились... Против марксизма? Что? Вы против марксизма? Я против косности. Вот. Суть в том, что есть люди, которые работают в IT-сфере и которая была одним из фокусов развития. Но вы согласны, что это создано благодаря усилиям? Это не имеет значения, что было раньше. Я говорю о том, что сейчас. О том, что 3 дня отключения интернета, непонятные обыски без предъявления документов в IT-компаниях, это приведет к оттоку. В 2019 году мы получили 2 миллиарда дохода. Это треть экспорта. По сути говоря... Сколько? Почти 2 миллиарда долларов. Треть экспорта? Нет, там 8%. Да, это почти... У них, по-моему, 6-8%. У IT. Это в У нас целом объем экспорта 25 миллиардов по сальдо, долларов. по-моему. 25 миллиардов долларов. Может по сальдо. Вот. Это большие деньги. И это деньги, на которые эти люди тут живут. То есть они, по сути, ничего не получают от государства. У меня такое впечатление, как у человека, который в этом разбирается, что сейчас те, кто принимают решения, они в этом просто ничего не понимают. И как говорил Кейнс, что, мол, человек, знаете такую фамилию? Слышно. Хорошо. Что человек придерживается тех, мол, экономических взглядов, которые он усвоил в юности. Возможно, тоже касается и нашего президента. Он придерживается тех взглядов, вы их в каком-то мере транслируете, что, мол, там рабочие, так сказать, комбайнеры. Вот. Это верно. Этих людей надо поддерживать. Но сейчас может вытянуть экономику IT, потому что сейчас тот же трактор, он ездит на GPS, он ездит под дроном и так далее. А сейчас произошел удар по этой части нашей экономики. Удар без, я не вижу возможности возврата. Из-за того, что средства производства находятся в руках трудящихся, они легко могут покинуть страну. И я вообще не вижу ни одного шага, кроме общих разговоров о том, как это важно, чтобы вернуть ситуацию в какое-то нормальное русло. А 3 дня отключения интернета – это просто фиаско.
просто фиаско, которое было сопровождено к тому же враньем, что это была авария. То есть это говорят людям, целой сфере, которая имеет компетенцию в том, чтобы разобраться, была это авария или нет. И вот такое происходит. И меня, честно говоря, в этом вопросе не интересует какая-то политическая, не политическая ситуация. Это чисто выглядит со стороны этой сферы, как рубить сук, на котором сидим. И какова ваша позиция по деятельности главы государства в этой теме? Насколько он компетентен в этом и насколько и что нас ждет? Ну, я не буду комментировать такое легкое высокомерие интеллигенции в отношении. Его не было, прошу не Оно приписывать. было, оно было. По-моему, Это ваше мнение. да, Это ваше ну, мнение. я говорю, все, что я высказываю вслух, это мое мнение. Поймите. Это было скорее манипулятивное, заметьте. Не, это мое мнение. Скорее, это было высокомерие по сторону вашего высокомерия к частям общества, вообще к делению его на Не, я во всяком случае сказал, что любое общество делится всегда на социальные группы. Это ваша теория. Всегда так. Вот. И более того, я, кстати, сказал, что я с большим уважением отношусь к предпринимателям, которые с нуля на Гринфилде построили, собственно говоря, свои предприятия. И более того, мне их интересы важны, и я всегда их учитываю в любой законодательной деятельности, которую мы реализуем. Что касается айтишников, я скажу вам только одно, коротко. Почему? Потому что входить в эту тему глубоко не имеет смысла. Такую же ответственность за отток айтишников несут как протестующие, так и центральная власть. Это мы создали в нашем обществе, и нам всем с этим придется жить. А что касается Польши, то я вам могу эту лекцию прочитать по ситуации, только что происходит в мире. Если говорить коротко, я могу вам сказать одну простую вещь. 20 лет мировое сообщество строило глобальный мир на принципах Вашингтонского консенсуса. К сожалению, этот проект не получился. Он ломается. Через наверное, через 2 года, то есть я еще буду депутатом, даст Бог, да? Вот. Мы увидим. Кто знает, да. Ну не буду, значит мы не увидимся. А буду, значит вы сможете потребовать от меня ответа за мои слова сегодня. Правильно? Вот. Поэтому я могу вам сказать, что сейчас мир пошел по созданию многополярного мира, макрорегионов. Это неизбежность, хотим мы того или не хотим. Кстати, тот же IT-сектор, который мы имеем сегодня в Беларуси, выживет только в той части, которая будет ориентироваться на собственный макрорегион. Поскольку никакие продажи на Америку вряд ли будут возможны через 3-5 лет. Простите, вы это просто голословно утверждаете, это тяжело слушать. Это геополитика. Можете не соглашаться, можете не слушать. Но это реальная ситуация. Это факт. Вот. Конкретный вопрос. И второй момент заключается в следующем. Каким был этот глобальный мир? Кстати, если хотите, я могу подрать. Вы просто повторяете. Нет, давайте не вводим в время, да. не Это же не тема. Ну хорошо. А что касается в рамках этого разрушения этого процесса, то часть макрорегионов попадает в серьезные проблемы. И в данной ситуации, начиная с 2021 года, и Польша, и Литва лишаются финансирования Евросоюза, которое шло на институциональное и инфраструктурное развитие. И у них будут очень серьезные проблемы и с ВВП, как вы говорите, и с экономическим положением. В Литве это еще больше усугубилось. Почему? Потому что, по-моему, где-то 25% даже по официальной статистике граждан этой страны уже уехало оттуда. Но тем не менее, Простите, это вы не отвечаете на мой ВВП в вопрос. разы. Нет, вы сказали, что это самое. Нет, вы задали ответ вопрос. на мой вопрос. А какой вопрос у вас был? Вопрос такой. Значит, Какова вероятность, с вашей точки зрения как дипломата, что Польша может ввести свои войска на территории Беларуси и аннексировать группу? Никакой. Мы члены ОДКБ. Какой смысл тогда поднимать войска и класть нагрузку на нашу экономику с точки зрения президента? И Значит, почему мы должны за это были платить? учения, которые... Нет, это была цитата, могу вам привести. Не, я не спорю с этим. Государство. Нет, это Прямо была сказано. демонстрация Чего? уверенности в себе. То есть мы Не должны за личной нее уверенности, платить. а демонстрации вооруженных сил. Но этот вопрос надо адресовать Да, вот побольше. министру обороны. А почему Это до вопрос этого был была к угроза с президенту. Востока? До выборов, до президентской кампании у нас была угроза с Востока. То есть от нашего партнера России, она исходила исключительно оттуда. Я думаю, что Войска это была... Вагнера, Да, я понял кукловоды, арест банка.
где тоже есть там определенные люди, которые входят в так называемый состав у учредителей данного банка. И все как бы шло оттуда. Но потом почему-то как бы мы переключились резко на Запад. Это нормально вообще? Я думаю, что это была определенная часть дезинформационной кампании для того, чтобы расколоть позиции России и Беларуси. Я соглашусь с тем, что у нас не все урегулировано в рамках интеграционных процессов с Россией, но тем не менее, на мой взгляд, наше взаимодействие на этом треке дает гораздо больше преимуществ, чем негативных моментов. Это рабочий процесс, и мы видим точно такие же процессы конфликтные в рамках Европейского Союза, особенно обостренные последней пандемией. Это вне всякого сомнения. Поэтому оценить упущенную выгоду от действий, скажем так, Польши или от действий России в настоящий момент весьма и весьма проблематично. Мы вынуждены выбирать из тех вариантов, которые у нас есть, те, которые нам кажутся оптимальными. И вот это мы сейчас и делаем. Мы не можем всегда обеспечивать оптимальный путь на этом пути, но мы всегда двигаемся в интересах национальных. И ни разу, могу вас уверить в этом, за 30 лет, собственно говоря, независимости в Беларуси не принимались внешнеполитические решения в ущерб благосостоянию белорусских граждан. Хорошо. Этого не было никогда. Хорошо, Андрей Владимирович, вот вы И сказали... утраты суверенитета не предвидится. Можно вы сказали по Вы поводу... сейчас требуете от меня прочитать лекцию о том, что такое суверенитет. Лучше Это 10 минут минимум. Андрей Владимирович, вы сказали по поводу использования Я не уверен, что они будут интересоваться. какой-то дезинформации. То же самое вы сказали, выступая в ФАСе. О том, что использовалась дезинформация, Ну вот смотрите. психологические приемы манипуляции сознанием Да. людей. То есть вы имеете в виду именно это, то, что нами, людьми, гражданами власть манипулировала, Не с власть. этими заявлениями Не с власть. Востока, с там Вагнером, потом с переключением на Власть к Запад. этому не имеет никакого. Ну, мы же об этом говорили. Нет. Сделали со стороны Заявление. власти. Я говорил как раз о том, что Вы говорили протестами по поводу, это руководили использовалось как из-за дезинформация. рубежа. А что откуда власть? такая информация? А еще Да, наблюдают из очевидно, космоса за господи. президентом. Очевидно. То есть вы... Да я видел эти телеграм-каналы. Вы будете говорить, что Нехта это белорусский персонаж? А при чем тут вообще... Вы еще сказали, что он управляется польскими Ой. психологическими силами. По А это заявлению откуда нет. информация? Военными силами. По заявлению Польскими СМИ об этом психологическими сообщили. военными Коллеги, силами. Это мы было в сейчас, прессе. без предмета Да. начали общаться. Я предлагаю буквально 3 минуты подвести итоги. Встреча была организована по инициативе, ну еще раз, инициативной группы, да? Выскажитесь очень кратко, по 10 секунд, кто хочет. Добились ли вы цели? Какие задачи вы решили? И довольны вы или недовольны встречей? Коротко, кто может. Я. Да. Моя цель не достигнута, потому что целью было именно общение с 300 вашими избирателями, а то и больше. Поэтому я считаю, что результаты встречи не достигнуты, несмотря на то, что был стрим, и он все еще ведется. Спасибо большое. Следующий. На мой взгляд, для меня лично, это частично. Частично мы достигли результатов, потому что мы договорились о том, что мы можем в дальнейшем вместе взаимодействовать и вырабатывать какие-то ваши депутатские запросы и вашу помощь для работы с законодательством. И в этом плане хотелось бы продолжить. Но глобально, на мой взгляд, вопрос какого-то снятия напряжения в обществе и начала какого-то конструктивного диалога, он не был положен, потому что вот все заявления, которые прозвучали ближе к концу встречи, о том, что президент законно избранный, о том, что законы соблюдаются, о том, что нарушений никаких нет, о том, что мы не можем... Не добавляйте от себя. О том, что мы не можем правовую оценку сейчас давать, хотя есть очевидные какие-то вещи и прочее, прочее, оно для меня выглядит как это совершенно не успокоит общество на сегодняшний день. И люди, которые будут смотреть этот стрим, они будут продолжать свое справедливое негодование. Еще, кто готов еще? Давайте я выскажусь. Больше, Кратко, одной, постарайтесь.
Первый Андрей Владимирович, вот я наблюдал стрим, вот сейчас ребята смотрят, я читаю комментарии, конечно, я думаю, вы как взрослый человек понимаете, что в глаза разговаривать, писать с дивана — это разные вещи, но я вижу то, что пишут люди, и все же, возможно, вы там послушаете, не послушаете мое мнение. Организация встречи, мне кажется, для вас, даже с точки зрения имиджа, это будет очень верным путем, потому что какую-то... Не, я прошу не убеждать по-прежнему. Всё, Я окей. прошу высказать Мое свое мнение. мнение по поводу Я сказал, прошедшей мое встречи. Мое мнение. Да. По поводу этой встречи, я опять же говорю о том, что вам, наверное, нужно быть больше ближе к народу. Пускай ваши молодые ребята советуют то, что нужно выходить на информационное поле и, в принципе, начинается общаться с избирателями, по крайней мере, напрямую, если вы боитесь прямого диалога. Отлично. Еще кто-нибудь? Среди Я желающих. бы, может быть, добавила, просто ввиду того, что вы, возможно, не будете все-таки проводить большую встречу, интересно, избиратели нашего округа к вам будет повышенным после вот этого стрима. Все-таки мы бы хотели вас, наверное, попросить о том, чтобы в следующих ваших выступлениях в средствах массовой информации вы транслировали не только позицию официального государства, скажем, да, но также и позицию нас, которая, возможно, отличается, но вы как дипломат, наверное, сможете подобрать верные конструкции слов, чтобы это выглядело достойно и просто отражало обе позиции. Для нас это просто очень важно. Я думаю, что все люди нашего округа, наверное, именно этого хотя бы и ждут. Услышанности и озвучимости на равных правах. Так, и я еще могу ответить. Что касается целей, они достигнуты, то есть диалог у нас состоялся, в принципе, даже достаточно конструктивно. Цель передачи документов также достигнута. Мы надеемся на продолжение диалога в той либо иной, скажем так, формате. А также мы очень надеемся на ваши решительные действия с целью защиты наших интересов и соблюдения законодательства. То есть мы не чувствуем себя в безопасности. И также я хотел бы закончить свое выступление повтором тезиса о том, что мы не согласны и возмущены вашими высказываниями в средствах массовой информации в последнее время. Спасибо. Я еще скажу. Я тоже рад, что имел место диалог, это всегда прекрасно. Но, возможно, это только моя точка зрения. В нашу непростую ситуацию нужно очень серьезно относиться к отбору источников и использованию их в диалоге. То есть четко подтверждать их происхождение, четко указывать это и очень рефлексивно относиться к ним, в том числе к собственным высказываниям с нашей стороны и с вашей стороны, тем более, что на вас смотрит гораздо больше людей. Чисто по словам, могу вам дать такую подсказку, очень плохо звучит такая фраза, как «я так считаю», а потом идет «это факт». Это, к сожалению, вам свойственно. Для меня. Да. Но не для других. Я же не навязываю вам свое мнение. Просто это, ваше упоминание манипуляций, оно тоже немножко смешно в политическом плане, потому что политика — это и есть манипуляция. Если вы обвиняете кого-то в манипуляции, все равно, что вы в бизнесе обвиняете кого-то в конкуренции. Что эти паразиты продают дешевле. Я просто культурно манипуляцией назвал прямую ложь. Называйте все своими словами и четко уточняйте термины. Как сказал Декарт, если мы определимся с терминами, мы избавимся от половины проблем. С этим я могу согласиться. Что ж, можно считать, что да. Мне хотелось, чтобы вы мне не дали слово. Я хотел бы сказать следующее, что я прежде всего хотел бы поблагодарить вас всех за диалог. Я понимаю, что это было не просто организовать, и особенно хотел поблагодарить организаторов за эту попытку. С одной стороны, я удовлетворен этой встречей, прежде всего почему? Потому что я надеюсь, что мне удалось достаточно убедительно донести вам свою позицию по всем этим актуальным вопросам, которые сегодня волнуют и избирателей, и общество в целом. Частично я удовлетворен еще и тем, что мы вышли на какие-то действительно практические решения, может быть, возможность вашего участия в законотворческом процессе как моих избирателей. Почему я говорю частично? Потому что пока нет результата, а есть намерение, это, как вы говорите, надо относиться к этому очень осторожно. И я могу выразить сожаление, если кто-то считает, что эта встреча не сняла напряжение. Но, откровенно говоря, я вообще не думаю, что одна встреча может снять напряжение, которое возникло в современном обществе. И я не уверен, что такие встречи как раз-таки и являются эффективным средством снятия напряжения.
На мой взгляд, это может быть действительно начало диалога и такое рациональное, разумное, спокойное обсуждение шагов, которые могут позволить обществу выйти из кризиса и организовать более сбалансированную жизнь. Спасибо. Спасибо. Все человеческое вам чуждо. То есть вы депутат, избранный действующей властью и народом. Все человеческое вам чуждо. И простые человеческие эмоции. Я сделала вывод, что они вам чужды. А когда вы ждать, Андрей Павлович, на первое обращение? Ну, давайте... Еще не 3 дней там осталось. Ну, хорошо. Я понимаю, в понедельник точно. Да, потому что там два разных заявителя, во втором обращении... Все, я понял. Я буду в выходные работать. До свидания. Я вам дам это. Кризис у нас. Так, нагадаю, що це був прямий ефір Євроради. Зустріча виборців з депутатом Палати представників Андрієм Савіних. Дякую, що заставалися з нами тягом гэтых 2 годин. Підписуйтесь на наші соцсетки. Деліться своїми враженнями від зустрічі у коментарях під гэтым відео. Для вас працював Міхась Ільін. Щиро дякую. Почуємося на хвилях Єврорадіо.